Алло, алло, алло. Дорогие друзья, сейчас у нас тут маленькие проблемы технические. Хотим наладить микрофон, но у нас не получается. Сейчас мы это сделаем. Просим, конечно же, прощения у всех наших слушателей, подписчиков за технические неполадки, но, к сожалению, у нас сейчас проблема, поэтому мы не можем сейчас пока вот... Сейчас мы наладим все это и начнем. Так, у нас сейчас пришли здесь гости. Тут у нас проблемы с микрофоном. Сейчас, подождите, секундочку, прошу прощения. Видите, свободный микрофон, кстати, кто хочет, пусть говорит. У нас, кстати, в гостях здесь Альберт. Он всегда нами недоволен. Дадим ему возможность высказаться, потому что он говорит, что мы обижаем чеченцев. Типа, что мы сквернословим. Ну, давайте послушаем Альберта. Альберт, вступительное слово вам, пожалуйста, говорите. Вообще, меня слышно было здесь или нет? Дайте знать обратную связь. Слышно, слышно. Маршал вышел на свадьбу. Все, у нас в гостях Альберт. Альберт всегда нами недоволен, поэтому мы дадим слово Альберту, пускай он пока нас покритикует, а мы к нему прислушаемся. Альберт, вам слово, вы же нас критикуете, нам нужны критики. Давайте говорите, обсуждайте. Он, видимо, гостей подключить не может, ЗАЗ. Сегодня гости будут? Ну, вроде в анонсе он сказал, что гости, я прям от любопытства умираю. Икс, марш вогн. Маша, Сюрли Крыш Мастера. Марш вогн. Я помню, сразу ответить на сценарий. Диктовал, что дал прекрасно. Да, сходишь, моду, я да, сам усхат миришь, мокшай. Все отлично, Крикс. Дал бухастом. Шикарно просто. Да, шадик дик полетел. Да, шадик Ирси полетел. Подождите, Само прошу прощения, но у нас что-то система... Но мы работаем, сейчас мы начнем, не переживайте. Мы можем вещать, но хотелось бы в хорошем качестве. А так вещать, конечно же, мы можем. У нас проблемы с этим нету, но мы хотим, чтобы было качественное вещание, чтобы Госдеп был доволен нами, потому что они нам платят огромные бешеные деньги, 25 тысяч американских долларов, без выплаты налогов, каждый месяц. Давайте поприветствуем наших друзей, которые к нам пришли. Мы сейчас вот налаживаем систему, но мы начнем. У нас очень хорошая информация сегодня. Конечно же, мы дадим слово всем. Потом, после нашего прямого эфира, сегодня будет очень хороший, богатый, добрый, тесный, порядочный, просто высокоинтеллектуальный, исламский, мусульманский, джихадистский эфир. Русский православный, Ахусюна, Ваджамаджи, приходит к эфиру. Говорите. Кто хочет, пока свободный микрофон, говорите. Салaf, Allah da غلق ويلا Allah da دعوق خيلا كافر عم ويلا عجوز ديف ريزي غيتشو الله أبو ريزة توش يوضو على يلوش سيدوي عادون تعدوي ملي شتا حقيقش سوا قف ده ترجع بسم الله الحمد لله بوش حين كافش حلوشتو ألف دوش دوي عطين دوي بلان الشخص هايتان خليفة مو دعوتيش. Полностью согласен, полностью согласен. Надеюсь, что все ваши проклятия дойдут до адресата. Так, у нас в гостях Дон Ахчи. Просто мерзкий тип такой, знаете, гребецкой казак такой мерзкий, подлый, такой мерзопакостный. Но мы ему всегда тоже включаем, потому что он все-таки наш друг мерзкий друг. У всех друзей есть такие иногда друзья мерзкие, но мы их любим за то, что они есть. Говорите, Дон Ахчи. Он скоро Чечню будет бомбить. Пока занято по работе, попозже. Это Госдеп, скажи Сацити или Малики, чтобы вернула меня радио маршрут. Я позже буду, у меня работа. Ага. А вы что, работаете, да? Вы умеете работать? Вы способны на работу? Ходите. Как это так? Сейчас, смотри, я в мире, послушай, я по своей специальности, наверное, в лучшем случае в первой сотне в мире. Понял, да? Потом посмотрим. Да уж. По противодействию, да, правде, по навешиванию ярлыков и пропаганде лжи. Да, мы знаем. Подожди, верните меня, ты обещал, что не будет цензуры, верните в это маршрут, а то у меня тут, ты же обещал, за базар отвечай. Ой, Маша, вообще я не понимаю, что вы говорите.
Радио маршрут ваше, Акция, да? акция. Акция, Радио Госдеп, маршрут Госдеп. ваше. Акция. Везде Госдеп, и Верните там туда, Госдеп, зачем и здесь забанили? Госдеп. Вы же демократы, есть? Не, Ладно, ладно. мы шариатчики, мы мусульмане, понимаешь, и кафирам данное слово это ничего не стоит. Кафирам можно обмануть, кинуть, кидать там, можно лживые обещания дать там. Да, А я если понял, мусульманина да. обманул или Прикол кинул, в том, садак что отдал, пост поддержал и все, поменяли забан. все халяль. Давай. Так что тебе, кафиру, данное слово мы не будем сдерживать. Ты же кафир. Меньше Если ты материться мне, надо дома. если ты не веришь, спроси у своего халифа правоверного Владимира Владимировича Аль-Путина, и он тебе это подтвердит, иншаллах. На радиомаршу, кстати, блокируют только матершинников, чтобы вы знали. Салав, что там, что за проблемы? Вот этот чувак, Ник, походу его звали, который с тобой работает, он что, еще не пришел, чтобы наладить там компьютер, эту аппаратуру? Какие там проблемы? Лехуга, включите Лехуга. X Салявка. Алилешек, палькушує, не палце біч, а ті хай включиться вещь. Хамилу дейца. Хамилу дейца. Он может бешюр, что ты был телефон. Собран Хамилу уа. Хамилу лишик. Кто вообще сейчас говорил? Алло. Я не думаю, что я тебе должен отчеты делать. Леха, ты что ли, Сабардиан? خالديان لازم تحط دردوت لازم تصدوشك إردو هيعوك دق ولا عطيش ولا دون شنير صوت خالديان давай пошел отсюда дуй jsem спрيت хуже али дуй خالديان شنير даели дуй и тае дуй أنا ما محس بيوش موت بيت شو وقتي даели إيه по-русски шныр и тае хуже дикие дуй так что дуй Хозяин, таилиен и таен, дуй. Нет, перепалка, смотрите, давайте, у нас передача не для этого. Леха, все один тоже, смотрите. Ну, по-русски шнырю, халая, амянда. Хорошо, после этого прямого эфира у вас будет возможность перейти на Flying Dutchman, этот, как его канал, там, Машу, не знаю, там, нравится. И там вы будете разбираться. Уже не надо пока. Давайте мы все-таки вот уже практически мы смогли включить наши системы. Сейчас, подождите, не спешите, дорогие друзья. Ну, это же полно, зачем собрать, лишь. Вене. А потом перейдем в другой канал, и там вы будете долбиться по полной. Не, у меня вообще желания нету, но ты сам знаешь, я каналы не захожу, не общаюсь. Her mod bir çubuğu halaya şnır amyadır. Ati çubuğu ası şun hurzik elde duy. Так что баган дол день цадишек. Все, алица ля. Ты же можешь тоже ответить тоже потом в нормальной, корректной форме. Не обязательно сейчас. Ну, я могу еще жестче ответить, и это мне нравится жестко отвечать. Зачем это жестко, не жестко? Мы стараемся тут, у нас сейчас вот, сейчас, подождите, мы стараемся тут поработать, но с проблемой тут явная, мы думали, что у нас будет система работать так же. А тут у нас проблемы, и поэтому мы как бы нас задерживаемся. Нам же не нужны эти беспонтовые разговоры. Это переводить на личное зачем? Нас это не интересует. Нас интересует... Да, нас интересует, вот, чтобы люди могли узнать правду. Нам зачем эти разборки? А личностные вот это. أصلا شو ما ده تصير دوي على موت بيش وقتي حين موت يون هي موت يون أنا موت يون على جيت سديس صوبني سوسانتي حوالي شو تانيش خوش دوخ جروبن شو عين شو عادوي شيء شبيونش بول شيء باكبر شو يتعنا كنا شو 10 وقت يا ريليجيوزن هو تيماتيك شو 10 وقت ده سيميا سي بول سنيا زين توسو أخشوا حلوة سأدينا تيم أبتدي كده على حلوة رياين رأ ثاني وحيس بيوتهم موت بيشو حين موت يون عجيتاش قنا يلعبوي أو تيونا ألك حاج بي دوا وعيل دوي أسمع سموت يونا ستيتي هايو شر زي لين هم خلديس نو شنري شات خص حق يحكي يل شات عن أوش قردو يدا أس أتكريت دعاء دو شو لتر و
غودة تدو سو تخا أوميتا تخيشة دو تخي زكون دو تخا ديمقراطيسكي تون تاني دا دي دو يقوبل تدشها شي شرع تاني دو شبدليان ستويش يعو كالخوز ومتان عليل دو بوشغا чемодан вокзал домой нафиг дуй Афганистан или русский халифат дуй и эл дуй هذا ما تأشيش ما كي تبورتوش أزدين شو عيا Это, дуй أمادش наверное, قيلهم недоразумение. Я что-то не понимаю. Он, может, не разобрался. разобраться да цада цосать и яхник заза цосать и яхна самот бит на бош أمادش шо на оста Не, он, тоже наверное, масит не мут разобрался. И хыл еще маят. Я даже не понимаю, почему это. вот разобраться один чего вес дуй сначала дуй вы все знаете, я свою группу удалил, я много чего удалил, это все оставил, дуй. Да И то удалиться где, Валом, удалиться где, иди, удалиться ايه где, иди, выжибу, ايه болтаться Да, где. ايه Крик, Он حبيبنا будет командовать, ты свои он предъявы скажи. будет командовать, я где, вожде босс. Да, я лысый уже, я тебе один раз говорил. Тебе каждый раз при встрече говорите это, что ли? Хочу вверх, вот болтаться где, что ли? ona ولا Я да, عادش حكونا, я قالنا кауна, دواء я بخ بابي يلا раздудали, что багет. пошел нахуй посмотрите. ба Сعود хозяин пошел Крикс, нахуй прекрати, дуй ты да чё да болтаешь? дуй нет я сказал что я это буду говорить дуй не буду прекращать дуй Сабадыш, давайте это самое. Смотри, пускай он сказал, ты ему тоже сказал. Давайте мы все-таки сконцентрируемся на нашей теме. Он просто сказал, ты ему тоже ответил, Бог балби. Да балбой, цабалбу. Бул балбой, балбу. Ну что вы на самом деле? Ну мы же взрослые люди, ну мы же чемпионы, мы же Захитит, хокчахи, да, ашвер, да, я как главное, чтобы мы правду говорили. Ну какая разница, раскиш это. Просто нам хотелось бы качественно, чтобы записать, потому что это будет очень сильный эфир на самом деле. Но, к сожалению, вот пока у нас не получается, но мы старались. Так. Салав, когда запись включишь, когда мы начнем вот эту тему, которую хотели разобрать дополнительно со туш, пародист и так далее, многим просто выключи микрофоны, которые будут там словесно ремарк, мы сюда не ссориться зашли, а исторически, сам дуй, поэтому хали это отсуман дяхмадуер, это интерес я так чувствовал, ни с того, цехун, цеха разбор, что я чувствовал, вот надо, ну поэтому выключить все микрофоны, и мы будем по теме разговаривать, то есть как бы кична бой ошибка шумш сейт для истории до вовше поблажк ширяц хатташ ди до нагасан сан адман зулум хак дошта зих дошта ла да шадик дитер дац до вот на но больш пионш эшору це хадиши церу цар елошик дитер до це белш дитер до це кигна и обар дитер до вот на смертельный котел чухай сардицер дудой, а так охчу дönчи кайс полоши нет. По идее, нас должно быть тут несколько только человек. А сейчас пока запись не включена, поэтому, да, свободный микрофон. То есть. Начало интересно, да, такое жесткое пошло? Такое, как бы, яростно. Аж и подростки, чума бяхна, да, ца хала, да, тишца, аж карда баш, лилшак бухаш, дуй. Вот, а что дополнительно, дуй, и так важно будет, что вообще чуть бой, что харш, дуй, ваш дуй, ваш дуй. Если ты подтверждаешь, да, царь, вот что я, конечно, шныришь, умши, дуй, ца хала, да, как бы подтвердить, товарищ, что, ну, дьявол, ма, да, дуй. Сейчас будет хорошо. Все будет хорошо. Говорите какую-нибудь тему, там, возьмите, не знаю, там, про афганские батальоны, не знаю, там, джихадисты, не знаю, кто там есть еще. Сейчас буквально минут 10, если кто-то не получится, то мы запасной Б-вариант включаем, там у нас системы другие есть. Просто хотелось вот в высоком качестве запись произвести. Сейчас мы сделаем. Это очень важный эфир сегодня. На самом деле, очень важный эфир. Тут много будет чего интересного. Сегодня у нас гости бывалые, которые знают, о чем говорят. Не сказочные. Office, olay, наушник. Der Raucherhütchen, Schauschen, Serge, Serge, Tom, etc. Хезис вообще. Хез, механик, хез. Салев, как слышно?
На Альбураке летишь уже, слышно, что высоко. Высоко. О, вот это что, ободовыйный навоз. Ну что, у вас велик? Вот. Всех Одевайте каску, пожалуйста, одевайте каску. Все понял. Сначала жесткая, Альбурака- сейчас сначала жесткая, На пошла. Альбурака одеть. А? Альбурака, не каска. Альбураки пошли в атаку. Сейчас, буквально 10 минут, дайте, потом На 10 минут. на тюник на вот не Жалобу написано Госдеп, чтобы урезали зарплату. Саляф, Вола, Голцига, жесткий диск накрыт Цинцадина. Сейчас все будет, братья и сестры во Христе. Все. Немножко терпения. Все будет, иншаллах, Рахман, Альхамдулилlah, Рубля, Алвид, Рахман, Рахим, Алгейм, так, сейчас все включается. Просто мы хотели с высоким качеством, HD качеством, все, записи там вести жестко, все, чтобы было красиво, четко, нежно, страстно, великолепно, изящно, грациозно, чтобы все наслаждались нашим прямым эфиром. Мы работаем над этим, но, к сожалению, мы же, если даже и финансируемся Госдепом, то иногда у нас есть такие моменты технические, что мы всем тоже не можем как бы управлять. Есть вещи, которые от нас не зависят. Мгм. Так. Сейчас. Дело в том, что тут высокое разрешение будет. Ой, что тут будет твориться? Что тут будет твориться сейчас? Мгм. Так, понятно. Мгм. Мгм. Раз. Так. Понятно. Тест. Пожалуйста, сделайте тест. Ага, понятно. А почему не тестируют? Хорошо, вы слышите? Алло. Слабо слышно. Дикашу. Мгм. Сейчас мы сделаем. У нас сейчас нужно просто... Дело в том, что... мы Чуть-чуть переставили- шумы есть. Шумы есть у тебя, микрофон Да. есть, что? Мы переустановили все системы здесь, а получается, что... Подождите сейчас. Мы переустановили все системы. Ага. И получается, что нас поэтому не слышно. Ага, понятно. Вот так бывает, когда бюджет Госдепа воруют. Если не воровал бы, связь хорошая была бы. Вот нам не повезло, да. Получается, что мы как-то попали в просак, как говорится. Сейчас мы сделаем. Все равно по-любому, в любом случае, американские бабки, они всегда побеждают, чем русские деревянные рубли. Русские деревянные. Не, начать-то мы уже можем начать. Просто хотелось бы, чтобы как-то профессионально все-таки сделать уже высший пилотаж, высший уровень. А то уже в коленке делать прямые эфиры, мы как-то уже нам как-то непригодно. За нами все-таки Конгресс, Сенат США, Госдеп. Куда? Надо повышать уровень. Спецэффектами уже будет великолепная связь. Так, ладно, я вижу, что это занимает очень много времени. Приступим в формате в каком. Сейчас мы сделаем. Ну что делать? Не хотелось, но приходится, страдаем. Страдаем все-таки безденежье. Россия все-таки над нами давлеет, гнобит нас. Гнобит нас Русь-матушка. Будь она проклята все-таки. Как же мы ее любим. Какая же все-таки это хорошая страна, Русня. Так, дорогие друзья, сейчас мы давайте тогда, знаете, что сделаем? Мы тогда сейчас выведем на общую площадку прямой эфир, чтобы нас все-таки могли слушать наши друзья. Потом озвучим тему. Потом мы запишем, чтобы понимали, кто и о чем будет говорить. А потом мы начнем. Так, ссылка скинута на прямой эфир в ленту канала. Пожалуйста, кому не лень, раскидывайте ее. Мы сейчас ее оформим. Так, дорогие друзья, мы выставили в ленту тему сегодняшнего прямого эфира. Вы можете распространять.
А также сейчас мы начнем запись, потом мы пригласим всех наших гостей, которые именно задействованы в прямом эфире, а все остальные будут выключены. Но потом, когда мы проведем наш прямой эфир, вы сможете перейти на канал Ламан Марзу, потому что любезно нас пригласила к себе на канал администратор этого канала, чтобы люди могли живо обсудить то, что вы сегодня услышите, чтобы люди могли именно высказать свою точку зрения. Пожалуйста, идите на Ламан Марзу, ссылка будет скинута, там можете биться вовсю, открывать с открытым забралом, шашками, как говорится, наголо, идти в атаку задом наперед. Тут казаки у нас сейчас подключились. Есть недовольные, довольные, кому-то нравится, кому-то не нравится. Пожалуйста, там вы сможете говорить все, что хотите и как хотите, без всяких табу. Сейчас мы начнем запись. Так, добрый вечер, дорогие друзья, доброе утро, доброй ночи, доброго вечера и всего доброго всем тем, кто нас слышит и будет нас слышать. Как вы знаете, мы всегда сообщаем нашим слушателям, а также подписчикам, что на канале идет запись. Наш сегодняшний прямой эфир посвящен русскому ФСБшному проекту «Русский православный Ахлу-Сунна валь-Джамаат Исламский халифат». У нас сегодня в гостях будут двое людей, которые любезно согласились рассказать про то, что они прошли, как они все это проходили, как они это осознали, как их вводили в неведение, как их использовали где-то вслепую, где-то сами того не подозревая, они выполняли эти задачи. Они любезно нам расскажут все это. Мы эфир прямой будем проводить в формате интервью. Именно интервью. Мы не будем стараться навязать наше мнение, будем задавать наводящие, возможно, вопросы, дадим им раскрыться полностью, но и будем задавать вопросы именно по теме, а эти два участника, они будут рассказывать. А мы будем стараться, чтобы они рассказали в мельчайших подробностях и дадим им возможность раскрыться. Потому что это очень важная тема для чеченского общества. То, как используют религию. Это даже не религия, это мракобесная идеология развратного, распутного арабского бедуина Мухаммада, русские спецслужбы. А мы расскажем, что эта религия является инструментом в руках российских спецслужб, а также российского государства. Чтобы наши чеченцы... Наша задача, также повторяем, мы не боремся против ислама. Это не является нашей целью, не самоцелью. Мы хотим донести правду именно чеченской нации, чеченоговорящей нации, что ислам является чужеродной идеологией и губительной для нашей нации, что это является инструментом, орудием, еще раз повторяю, в руках российского террористического государства, называемого Российской Федерацией, что посредством этой так называемой псевдорелигии они используют нас в своих корыстных целях и убивают нас же, этой же религии, называя и обзывая и навешивая нам ярлыки каких-то исламских фундаменталистов. Хотя сами они этим занимаются. Это они создают все эти элементы в нашем обществе, в нашей нации и распространяют свои щупальца по всему миру. Так, у нас, чтобы было ясно, о чем будет речь, наши сейчас технические модераторы выведут и выбросят на канал это даже не фильм, это как бы раскрывание этим участникам вот этого русского проекта тех людей, которые его предали, но на самом деле он сам того не подозревая, дает именно хорошую базу для тех людей, думающих людей, чтобы люди понимали, о чем речь. И мы будем иногда ссылаться на его рассказы, чтобы было ясно нашему простому обывателю, о чем речь. Потому что многие затуманенными мозгами, и когда им говорят вот эту вот правду доносят, они почему-то не хотят его услышать, а наоборот направляют свою всю ярость и злость против тех, которые говорят правду. Так, нашими участниками сегодняшнего прямого эфира являются, мы представляем от редакции, потом они себя сами представят, как хотели бы о них, чтобы люди знали. И потом мы начнем наш рассказ о всей этой так называемой русской православной Ахлу-Сунне и проекту «Русский православный Ахлу-Сунна Исламский валь-Джамаат Всемирный халифат». У нас в гостях Криксраун Урукхей. Он любезно согласился рассказать про свой жизненный путь, про свой опыт. И у нас в гостях Чирлам, который сам непосредственно не то что сталкивался, стал жертвой именно. Большой срок
отсидел в российских застенках. И они просто решили сегодня как бы еще дополнительно рассказать. Да, некоторые люди о них уже слышали, но они сейчас дополнительно еще расскажут. Потому что откровение приходит потихоньку. Давайте дадим слово представиться Ширламу и потом Крикс Рауну. Ширлам, как бы вы хотели, чтобы люди вот именно в этом прямом эфире вас знали? Пожалуйста, вам слово. Маршал, думаю, Шегоцнов, ну, Ширлам больше, Ширлам. Больше никак. Хорошо, Крикс Раун, вам слово. Представьтесь, пожалуйста. Как бы вы хотели, чтобы вас знали? Я приветствую всех. Я хочу, чтобы меня называли по моему новому имени, древнем панавскому имени, как Урукхай. Это две имени совмещенные. Я кое-каким ребятам скидывал. Кстати, ты тоже скидывал это видео, что означает это имя Урукхай на своем канале. Я хочу, чтобы меня называли, как звали наших предков, Урукхай, да. Или же можете называть Криксрам, да, это как прозвище мое. Как вам удобно, Криксрам или Урукхай? Хорошо, понятно. Значит, вы Крикс Раун или Урукхай. Но мы знаем, как бы, сообщаем нашим слушателям, что Крикс Раун, это в переводе с норвежского, да, кажется, это боевой город. Но мы говорим всегда с чеченским окрасом. Да, вот давайте первый вопрос зададим. В этот фильм, не фильм даже, а вот это интервью такое развертое, как сказать, даже не интервью, а повесть именно того человека, который решил рассказать правду о тех событиях, которые были в Грузии, в ущелье Лопота. Раздавали паспорта, отправляли в Грузию, оттуда в Сирию. И вот это все время они развивали этот проект исламский, где именно для так называемого русскоязычного сегмента бывшего Советского Союза ведущую роль отдавали именно чеченцам. И поэтому мы будем говорить об этом. Как мы знаем, чеченское национально-освободительное движение было радикализировано именно русскими спецслужбами с помощью своих продажных агентов именно в государственных структурах Чеченской Республики того времени, именно под президентством Масхадова, такие как Ваха Арсанов, Мавлади Удугов, туда же вошли Шамиль Басаев, и вся вот эта вот братья, эти командиры, половые, генералы, неполовые, бригадные, все они подверглись этой русской православной Ахлусуне. Сами того зная или не зная, вольно или не вольно, были созданы параллельные государственные структуры, они призывали к шариату, были исламские такие батальоны на территории Урус-Мартана, потом были отдельные боевые соединения в Гудермесе, там, Отечественные. И все они призывали к шариату. Все боролись за исламский шариатский какой-то там эмират, ну, в прямой основе там являлся Коран и Сунна. И как мы знаем, там их курировали русские федеральные. Ну, сейчас мы это знаем. Ну, тогда тоже многие об этом говорили и понимали. Но сейчас-то уже явно это все вышло наружу. Курировались российскими, русскими спецслужбами, такими как ФСБ, ГРУ, СВР. Их куратором был одно время Борис Березовский, который на то время был секретарем Совета Безопасности. Он имел прямые телефонные контакты с теми лидерами того времени в Чечне, министрами иностранных дел. Потом, когда он сам ушел, Мавлади Удугов, с Ахмедом Закаевым они общались. Ну, вот это вся вот эта вот так называемая политическая элита того времени, которая сейчас находится в странах Запада, некоторые находятся в странах Турции. И, что самое главное, каким-то чудесным образом Россия на них запросы не делает, и Турция их не выдает, что самое странное. И она их как бы культивирует, размножает их там, инкубатор какой-то там у них своеобразный, совместно с русскими спецслужбами, конечно, турецкими спецслужбами. И мы знаем, во что это вылилось. Это вылилось в какие-то исламские, мусульманские, чеченские какие-то джамааты на территории Сирии. Это проект, который был очень хорошо развит русскими спецслужбами. И прикрываясь уничтожением так называемых исламистов, они снова же использовали чеченскую карту, навешали на нас ярлыки и вошли снова в международное сообщество после аннексии Крыма, потому что международное сообщество их изолировало. Так вот, вот этот вот деятель, который сейчас в ленте этого канала, и зовут его Мансур Самашкинский, так он себя называет. Он детально
рассказывает, как они хотели перебраться с территории Грузии на территорию в то время оккупированной Чеченской Республики. И он рассказывает, какие люди там были. И посредством этого рассказа мы видим, что, в принципе, там работали очень аккуратно, в какой-то мере, где-то грамотно, где-то неграмотно, российские спецслужбы, грузинские спецслужбы и вот эти чеченоговорящие мерзавцы, предатели чешской нации, так называемые мусульмане, бородатые мусульмане, которых и сейчас тьма тьмущая на просторах стран Запада, и также на территории Руси. Турции также сидит. Так вот, я не знаю сейчас, кому дать слово. Я дам слово, конечно, в первую очередь Криксраунд. Вот что вы хотели, какой бы вы комментарий сделали бы по поводу вот этого развернутого обвинения, которое сделал Мансур Самашкинский в своем более трехчасовом видео посыле? Вот есть что-нибудь у вас сказать? Да, есть. Касательно этого Мансура Самашкова, еще тогда, когда вышло это видео, я был в шоке, потому что информационно нам всем преподносили, как он рассказывает, в некоторых местах даже вообще так, в грязном образе, что обвиняли этих ребят, обманутых, которые туда отправляли на убой, фактически. Их обвиняли, вот эти руководства, как он рассказывает. Это все правда. Потом я через своих знакомых, которые знали этого самашкинского Мансура, мне было интересно, кто этот парень, нормальный он парень, кем он является, и говорит ли он правду. И люди, которые знают его и знали эту кухню изнутри, сказали мне, да, все, что он сказал, это правда. Было бы хорошо, если бы он некоторые вещи не говорил бы там. Некоторые вещи он зря сказал. Ну и, конечно, я после этого этих ребят, я этим сказал, ребята, а что вы тогда скрывали, зная, что это есть, что так и есть? Зачем вы скрывали, зачем вы не говорили правду, как есть? Вроде бы эта самая идея основывается на правде. Ну тогда я думал, я был обманут этим всем, этим дурдомом, да, этим исхламом, как его называют. Реально в это верил. Моя жизнь была посвящена в этом. Я был в шоке тогда, но при этом я был за справедливость и за правду, чтобы говорили как есть, чтобы раскрывали, кто есть кто. Они сказали, да, это все, что он сказал, это правда. И я что делаю, когда выходит этот фильм его, ну это целый фильм, кто бы что бы ни сказал, видеоролик, но это фильм, это исторически важный документальный фильм, который он сделал. Я скачиваю, хотя тогда не знал, как скачивать это видео. Если не ошибаюсь, это видео вышло то ли в 2013, то ли в 2014. Сейчас у меня с памятью проблемы, ребята. Я тоже не помню. Но это был этот период где-то 2013-2014, по этим датам был. И как бы имея опыт среди вот этих некоторых так называемых братьев мусульман, зная вот их политику, вот особенно вот этих старших, которые стоят во главе, молодые, они были наивные, они реально верили в какую-то идею, плюс мы молодежь, можно сказать, которая была воспитана в нулевых 2000-х, да, изначально, когда это еще сильнее начало забиваться, хотя говорили там, антитеррористическая война идет и все такое, но еще сильнее она забивалась. И, например, в Дагестане я лично был свидетелем, когда я был еще пацаном, в мечетях открыто раздавались брошюры, обращения Масхадова, Басаева, там, открыто все это делалось. И они это не делали скрытно, кого-то звали. Там прямо в мечеть приходят, туда ложат эти брошюрки. Я лично был этим свидетелем. И можно сказать, вот эта эпоха меня таким воспитала из-за того, что там, был информационный вакуум, не был знаком ни миром, ничего. Вижу свою разрушенную республику, вижу, кто это сделала Россия. И плюс пропаганда бьет, вот наши ребята, наши воевали за Аллаха, там все такое, там. И это, как бы, это наше дело продолжать и так далее. Что хочу сказать, я был в этом обмануте, конечно, знакомства происходили с ребятами. Эти ребята были хорошие.
так получилось, что многие из них погибли, да. Ну ладно, про них не буду говорить. Один словом, что хочу сказать, то, что он говорил, да, есть добавить в некоторых местах тоже много чего. Это длинный документальный фильм, который он сделал. Что хотел сказать, извиняюсь, я отошел от темы, ребята. И знаю вот этих пожилых людей, так как у меня всегда было такое настороженное ощущение по отношению к пожилым, и всегда задавался вопросом, почему они так сделали, почему они то не сделали. Как, например, я слушаю Ширлама, да, который у него тоже были вопросы, но все равно не обращал на это внимания. У меня тоже самое было. Знаю вот этих пожилых, которые умеют давить на молодежь, вот, наши, ну, которые являются наше поколение. Я знал, что они попросят его по-любому удалить это видео, потому что их фишка, когда пришел я в Европу, я еще больше познакомился, вот этот, как это сказать такое, ну, такое ничтожное, как они говорили, это будет фитно и так далее, не надо, вот это не надо будет. И когда я услышал от ребят, когда сказали то, что он говорит, это правда, что не надо было некоторые вещи говорить, хотя он не все сказал, он предлагал дополнительную информацию прийти к себе и ознакомиться в Украине. У него на флешках была информация еще больше, он хотя не все выложил. Если он выложил бы, я думаю, у него целые сутки вышли бы с этими информацией. Он просто коротко взял, закинул то, что считает основной важным, и то ответку тем, кто на него клеветали. А так, конечно, там масштабно есть много чего, да, которые вели себя неправильно. И что хочу сказать, знаю вот это их фишку, что они попросят его удалить, я это примерно представлял, что это будет. Я спрашиваю у одного парня, который тоже сидел из-за джаматов в тюрьме, он как-никак разбирался в этих телефонах и так далее, а я не знал, как скачать и так далее. Но я слышал, что они говорили, что с Ютуба скачали они, да, через телефоны. И я спрашиваю, вот, но не это скачали видео, да, я вообще видел, что они видеоролики скачивают с Ютуба там, какие-то проповеди и так далее. И я спрашиваю иронично этого пацана, который тоже сидел в тюрьме, потом переехал в Европу, спрашиваю у него, а как скачать видео с Ютуба? Я хотел эти видео скачать. Я что делал? Он мне объясняет, как это делать. Это надо было через Google зайти там, вставляешь эту ссылку, сзади там 2S ставишь, я это помню эту подробность, как он мне описывал. И так скачиваешь. Так как я не знал, что можно было бы скачать еще в лучшем формате, я его скачал в очень плохом формате. И это видео у меня пылилось, ну, в флешке. Так как многие говорили, что это не надо было делать, я это не стал как бы тоже раскидывать, да. Хотя до того, как ознакомиться с этим видео, уже тогда видел вот этих представителей, этих людей, просто, ну, гнилых, ушлых людей. И многие вещи, то, что он утверждает, там, связано с ФСБ, там, продажностью, это уже тогда было видно, как они за бабками бегали, например, тут в Европе. У них была вот такая фишка, они ставили, вот, выбирали через вот молодых людей, наивных, да, которые вот-вот уже в исламе где-то ознакомились там, и то полностью не знали, как я понял, я особо сам тоже не знал полностью ислам. И это самое, тот, кто был более активным среди молодых людей, кто больше собирал деньги типа на джамааты, а на самом деле кормление вот этих людей, они ставили его типа представителем. Если он это самое, ну, не так, если они смотрели, кто больше собирает, если кто-то собирал бабки больше, они ставили его представителем. Ну, вот такая фишка была, чтобы мотивировать, чтобы больше бабок собрать, да. И к чему я хотел прийти, извиняюсь, ребята, история просто там большая, опыта, конечно, много с ними тоже связано есть. Я скачиваю это видео, оно у меня пылится. Оно у меня лежит. Потом получается так, что в 2022 году, где-то в августе месяце, что ли, случайно натыкаюсь на YouTube-канал Антирочерей и слышу там ребят там. И я вижу, что многие вещи, они говорят, вот, которые, ну, соответственно, по моему мнению, они говорят все как есть, что эти люди были виноваты, что они в этом были. И мне стало интересно с ними знакомиться. Хотя мне уже не было интересно знакомиться с каким-то политиком и так далее, потому что я во многих был разочарован.
И знакомясь с ними, общаясь, как бы, ну, я честно скажу, я вначале даже не доверял этим ребятам тоже, да, как бы скрывал много чего, да. В итоге понял, что, ну, нормально, как бы, да, ну, тогда это было нормально, честно скажу, все это начиналось очень хорошо, все было красиво, идея была просто хорошая, как будто на темном небе какая-то яркая звезда появилась, да, и новая жизнь и новая надежда образуется, вот такое ощущение было, я был очень рад, к сожалению, все это пошло в пух и прах, да, ну, в итоге, что сказать. Потом появляются вот эти чуваки, когда вот в Украине это была война там, каждый хочет себе получить авторитет через Украину там и хотят сесть на кормушку. И появляется вот этот Докин Вош, объявляет Мубахелю. Я на тот момент, я забыл даже про это видео, так как ну, в течение многих лет она у меня валялась, я не вспоминал, где уже, в каком флешке даже лежит. Я вижу этого чувака, который я Амир там, Муджайтов там, Эмирата Кавказ, Чич-Пуч. Я вышел из себя, я думаю, вот ты гнида поганая. А мне про него говорили те, которые были с ними вместе. Вот молодежь, к сожалению, их нету живых, к сожалению, да. Ну ничего, увидимся, да, Мулавалхали. Что хочу сказать, меня это выводит из себя, я это видео опять нахожу, у себя флешки ищу и выставляю его на показ. Я как понял, многие даже не обратили на это внимание. Это видео также попалось в закаевские руки, а так как вот это Мубахалист, вот этот брат Доки объявлял Мубахалу Закаеву, да, там, это ребята подхватили, это сторонники Закаева, и начали там группы создавать, там против них это выставлять там. Потом Докин Вош начал там, как сказать, отчитываться, как это было, так то было, это непонятки были, короче, ну, виделись, ну, это были, он сидел вместе с этими, вот с этими, как их звали, Абухали там и так далее, вот эта шайка есть, да, которая сидит, вот, ничтожных гнид. И вот это ничтожная гнида там, вот говорили, это не так поняли, этот наш брат, он там все не понял, правильно и так далее. Да, были моменты, где он ошибся, серьезно. Вот касательно этого австрийского, как его звали, Абу Хамза, кажется, тоже звали, там был шпион, который в этой Лапота тоже участвовал, и, кстати, он тоже участвовал в этой подставе. В этом он ошибся. Мансур не знал на тот момент, что он является их шпионом тоже, да, когда он среди них был там. Он, вот, это был тот, который он рассказывает, который самый такой активно был среди них, да, который бегал туда-сюда. Сейчас он автор сидит в тюрьме, у него кликуха была там, Наполеон, если не ошибаюсь, да, такой, ну, шутку его и так далее, если не ошибаюсь, так звали его. И это самое, я выставляю это видео. К сожалению, я как понял, среди, на тот момент, в котором я находился в окружении, так скажем, да, братва, вот, антирочеры, там, ЧДП, они, походу, не обратили на это видео, хотя я просил, смотрите на это и изучайте детально, да, там. И что хочу сказать, извиняюсь, я затянул время, но хотя я не буду извиняться, так как мы сказали, чтобы мы не будем задуматься о том, что мы тратим на какое-то время, занимаем микрофон, что мы свободно могли мыслить и рассказывать историю, да. Но так как у меня всегда в голове то, что я занимаю чье-то время и так далее, я как бы постарался уже быстро говорить, это была моя ошибка, да. Но что хочу сказать, это парень, то, что сказал этот Мансур, это полностью чистая правда. И больше правды, там было еще больше у него на флешке, которую он не выложил, да. И, ну, вот такие дела. Если есть вопросы, задавайте, наш ведущий благословенный Салав, буду отвечать, да. Хорошо, ладно. Смотрите, мы вернемся к вашему рассказу. Мы даем вам говорить, но мы будем задавать потом на ваши вопросы. Шерлам, вам слово. Вот как вы это видели, всю эту ситуацию, и когда вы начали осознавать и начали сомневаться в том, что они делают, вот эти так называемые лидеры свободной Ичкерии, исламские, которые ратуют за шариат на территории Чечни, потом вне территории Чеченской Республики, они были в Грузии, в Турции, а также на территории западных стран. Вот как вы начали уже сомневаться в том, что они говорят правду или там лгут? Вот, как вам приходило это осознание? Вас слушаем, вам слово.
Приветствую всех. Как оно пришло? Ну, оно с самого начала, Саляф, началось Холодного, когда нас еще начали. Я приехал в Польшу, и из Польши, короче, там пару дней я пожил, снял отель, ждал, пока они начнут нас собирать. И когда уже приехала за нами машина, ну, я один был, сначала за мной моя машина приехала, и потом мы, короче, по городу, не помню уже какой это город был, начали ездить и собирать других добровольцев. И в какой-то момент мы приехали за людьми, и эти люди, когда грузились в машину, человек, ну, по опыту я просто заметил, что человек на меня так посмотрел, и в уме у меня сразу такое сложилось, что этот человек меня узнал. Хотя я его не знал на тот момент, и он так залез сразу в машину и в машину он сел, и я подумал, наверное, он не чеченец. И потом уже едя в машине, с ним еще был какой-то другой пацан по национальности узбек, и уже будучи в машине, уже потихоньку разговорившись, я уже заметил, что он говорит на чеченском, и я ему спрашиваю, ну, ты чеченец? Он говорит, да, я чеченец, короче. И потихоньку мы так оказались в Украине. И в дальнейшем просто я сейчас буду, наверное, с места на место прыгать, потому что на Холодного может показаться, что нелогично. Вот прослушав на твоем канале это видео этого Мансура, вот сейчас у меня это человек, который грузился в машину, это человек тоже без руки, и самое, что интересное, что тоже он рассказывал историю про Грузию, как они из Грузии шли, переход у них был в Чечню. И в какой-то вот потом человек, который оказался, приехал через несколько дней нашего прибытия, приехал в Украину, вот этот Герат, Адам Герат. Оказывается, этот Адам Герат и вот этот парень, который сел в машину, который без руки, они были вместе в этом Голценово, в этом походе, короче. И, но когда рассказывали эту свою историю, видел я несостыковки, потому что первый раз мне поделился со мной этот шейх Мансур Олцарцунах, и он поделился этой историей. Потом отдельно Герат рассказал эту историю, и я видел, что какая-то не клеится у них эта история. Вместе они были, и все попали там в засаду, всех там погибли, и остается вот только трое осталось. Почему? Иван, прошу прощения, просто вы говорите про Грузию. Это какой был переход? Ущелье, просто напомните нашим слушателям, чтобы они понимали, о чем речь. Ущелье я не знаю, но они говорили, что этот переход они делали в 2002 году. В 2002 году это был, когда группа Хамзата Гилаева пробовала прорваться в Чечню, и они, по-моему, попали в засаду, и там некоторые погибли, некоторые попали в плен, некоторые, говорят, обратно в Грузию удалось им уйти. Но что для меня, вот слушая историю Мансура, что для меня связываю вещи, вот это человек по имени с позывным Герат, и вот этот, как его, вот этот шейх Мансур, и вот может я больше чем уверен, что они нас сейчас слушают. И вот этот человек, их было трое, но и еще в чем, когда я обвинил этого Герата, заподозрил и сказал, что скорее всего он засланный, вот эти два человека, еще с ними третий, и этот, между прочим, этот третий человек тоже с ними был в этом походе, они говорят, который выжил, вот они втроем выжили в этом походе.
И вот Напоминаем, они что все втроем, погиб. Шила, прошу прощения. Напоминаем, это ущелье Лопота, Грузия, граница Грузии с Дагестаном, там Лопота. Все те, которые выжили, это достоверно, как бы, мы будем вам доказывать, что они являются сотрудниками, засланными агентами ФСБ, а все другие участники похода, они были уничтожены. Правильно? Мы так понимаем эту ситуацию? ну, Я да, добавлю бы по их, ремарку. Шила, можно я добавлю? 2002 год, и то, что он рассказывал 2002 год вам, да, и вот то, что рассказывал Мансур, это не одна и та же история, потому что та история, она была в 2012 году, вот перехода через это ущелье Лопоту. Я просто хотел да, добавить ремарку, чтобы да, потом по не рассказу говорили, Мансура, да, по рассказу Мансура он рассказывает ихнюю вот эту попытку пройти в Чечню, да, там, в 2012. А эти, которые рассказывают, это было в 2002. Но я где провожу параллели, это позывные и некоторые другие моменты, которые... Единственное, если вот только там год не совпадает, когда как бы все совпадает. И еще Голцнер, и когда я там был, эти люди, они, вот эти два человека, какая-то неприязнь, я видел, что у них какая-то неприязнь друг к другу была. Голцнер, сейчас... И вот я тогда рассказывал в своем интервью, что общаясь между собой, один из человек, который мне назвал имя и фамилию ФСБшника, который за него ходатайствовал и вытащил его из тюрьмы, когда он сидел там где-то у Кадырова на подвале, этот и есть этот шейх Мансур. В дальнейшем, когда я вот обвинил это, его... пожалуйста, извиняюсь, Шилам, вот это, пожалуйста, расскажи, за что сидел, и как сидел, и какие там люди сидели, которые типа там хотели устроить там покушение на Кадырова, там. Вот это, пожалуйста, подробно, я потом тоже добавлю от себя. Ну, историю как рассказывал этот человек, что в 2000, по-моему, седьмом году или Просим прощения, 2008 году. Шерлан, просим прощения. Этот человек, кто он такой вообще? Абу Хамза, правильно? Мы о нем говорим? Не Абу Хамзат, этот человек взял себе имя, его настоящее имя, фамилию я не знаю, шейх Мансур Оларовцина, он так себя назвал. Хорошо, понятно. Хорошо, ладно. Шейх Мансур, допустим. Ну как? Предполагаем, шейх Мансур. Да, Голцнер рассказывал историю, что в 2007 году задерживают его брата и еще группу лиц, которые еще... Помните историю, когда Кадыров своего охранника какого-то в клетку к льву закинул и дал его, короче, разорвать этому льву и Вайтенбарцу. Вот они говорят, что он в этой группе, он говорит, что он был в этой группе, и что всех из этой группы, кого запытали до смерти, кто без вести пропал, а вот шейх Мансура, за него ходатайствовал какой-то ФСБ, не какой-то, он назвал имя, фамилию, рядом со мной прям, он назвал имя, фамилию ФСБшника, который меня приходил вербовать. И когда я ему заявил, что этот человек приходил меня вербовать, он вверх едет, видите, что, воха вверх. И он начал стараться меня переубедить, что типа это не тот, это типа может однофамильцы. Ну я такую примерно сказал, ладно, однофамильцы. И вот такие моменты меня и начал я сомневаться в добропорядочности этих людей. В конечном итоге, когда я уже после того, как этот Адам Герат засветил двух людей, и когда я сказал, что, скорее всего, этот человек нам заслан,
Эти 3 человека, они сговорились. 3 человека — это кто? Этот Адам Герат, этот шейх Мансур и Хабаб, вот этот комбат этого Абона. Они все втроем сговорились. Они сговорились и, видимо, решили меня наказать. Или испугать, или, может, убить. Я не знаю на тот момент, что у них в голове было. И после того, как этот я потерял память и не мог вспомнить, что конкретно произошло. И они все время мне говорили, не они, потому что потом Герат и Хабаб, они пропали, они больше на базу не приезжали. Оставался на этой базе только вот этот шейх Мансур. И он меня старался убедить, что я приехал, а я за это, до того, как это произошло, за день, да, по-моему, вернулся из Киева. Из Киева вернулся, и он говорит: ты приехал такой из Киева, ты там ездил в Киев, ты там с кем-то встречался, стопудово, короче, тебя что-то с тобой там сделали, короче, ну, Голцинов. И старался, то есть не признавались, что они Дерится Дворцар, одним словом, да. И Голцинова. Ну, вот такие моменты, момент сейчас, потом рассказывал этого Адама Герата, когда он рассказывал, что в 2000 каком он тоже, то ли в 2005 или в 2006 году его ФСБ, короче, накрыло, и он, там, родственники его заплатили за него сумму, короче, ему организовали побег, он убежал, оказался в Европе там, ну а дальше вот эту историю Герата я уже рассказывал, что на него там вышли чеченцы, которые были в Сирии, попросили его, когда он был в Швеции, обращаться, собирать деньги, чтобы он им эти деньги отправлял. И вот после этого, когда я интервью дал, он, как вот эти сомнения все сумнишады гучдар, ищтата щику хвалили царь. И в дальнейшем, когда я уже вот на твоем канале дал интервью, они начали закидывать видео. У меня, я и не знал, что у них это видео есть. Подписывая это видео, что типа они меня наказали за то, что я напился самогона. И утверждают, что типа у них есть там видео, где я в номере отеля зависаю с какой-то девушкой. И что, вот их вот эти действия, я на 100% уверен, что это именно засланные люди. И еще один момент был. Был такой момент, когда все это дело дошло до Закаева Ахмеда, и Закаев Ахмед вызвал, короче, меня, чтобы я там рапорт написал. И когда я написал рапорт и объяснялся, сидел я, Закаев, и к ним еще представлен был украинский гуровец, вот к этому подразделению представлен украинский гуровец. И когда этот гуровец заинтересовался, когда я ему начал рассказывать, с чего все началось, как и что, он говорит: Шерлам, вот эти моменты поподробнее расскажи, каждая деталь важна, он мне говорит. И его резко обрубает Закаев и говорит: ну это типа то, что Герат там засветил двоих людей, непонятно кому, на телефоне. И этот Закаев резко его обрывает и говорит: ну это может, ничего в этом такого нету. И на нет это сводит. Вот тоже в тот момент я понял, что эти люди, они все взаимосвязаны и действуют заодно. Ишмундух. Можно? Я потихоньку буду да, рассказывать, потому я жимжимас. Я Шутахатер ждала, мне может будет легче отвечать на ваши вопросы. Он дальше у меня сейчас в голове, я и то разные моменты вспоминаются, нюанс, деталь.
Мы вас будем подводить потихоньку. Давайте, вы не переживайте, вы расскажете то, что Крик Шван, что вы хотели добавить? Да, я у него, я ему сказал, вот этот момент касательно одного, которого он описывал, шейха Мансура, я его не знаю, кто это, да, я у него почему спросил, пожалуйста, поподробнее, как он описывал, что его содерживали в этом подвале Кадырова, там, что за него ФСБшник заступился. Еще вот что хотел сказать Шиламу. Шилам, у меня то же самое, так как в жизни много чего происходило, и много чего есть в голове, да. Для этого нам с тобой не надо здесь переживать. Есть госдеповский журналист, он нам будет задавать вопросы, и мы будем отвечать, да. Касательно того, что он сказал, вот этот шейх Мансур, что его держали в подвале за покушение там на Кадырова, да, и как за него заступился ФСБшник. Было бы хорошо, как сказать, я просил до этого тоже, чтобы пригласили этих людей сюда к нам в эфир, и чтобы они тоже рассказывали, как их держали. И типа, что на Кадырова, вот эту историю, которую там раскрутили, там, что вот этого охранника, его звали Мамак, если не ошибаюсь, что он хотел сделать покушение на Кадырова. Это просто bullshit, чушь собачья. Убийство произошло из-за личного конфликта. Вот так вот. И до этого был конфликт. И сейчас тоже. Люди кидали мульки по-разному. Некоторые вообще там особенно, что шумдийцер, не хочу это рассказывать, это вот бюродиш, салетти, хердини, боштеса, типа, что шумстанешни и гезе, охбилина, юй, аштати, и элишташ, вот, дело в том, что вот это убийство касательно этого Мамака, охранника, это произошло из-за личного конфликта. Это раз. Чтобы он подготовил теракт на Кадырова, это вообще невозможно, так как он лично застрелил в контрольную своего амира, вот этого Абдуль-Халима. Многие знают его, Абдуль-Халим, который там говорил, и мы не делаем халяль себе ваших жен, если они, конечно, если они молятся, да, если они являются мусульманками, понимаете ли? А так, конечно, халяль, как я понял из его уст, да, если не молятся и не являются мусульманками, и вот наши навские женщины там являются кафирами, то тогда это халяль для него было, я так понял, да? Вот так вот. Этот Мамак лично контрольную выстрел сделал. И это видео есть где-то в интернете тоже, где он дарит Land Rover, что ли, не помню уже, машину, дарит ему за эту операцию, которую провел этот Мамак, да, и лично сделал контрольный выстрел этого Абдуль-Халиму. Человек, который там стоял там, был рядом с Кадыровым, который пошел против своего амира, и вдруг решил там сделать покушение и стать муджахидом. Это такой бред. И то, что вот этот шейх Мансур рассказывает, что их было несколько человек, которые готовили там покушение. Шерлам, хочу у тебя спросить, шейх Мансур утверждал, что они готовили покушение на Кадырова? Или он сказал, по подозрению его поймали? Только мы будем здесь говорить честно, от себя ничего не будем говорить. Ответь, пожалуйста, просто коротко. Да, утверждал, он рассказывал истории, которые я до этого слышал, как Голцунова, что Масана Хезн что как его Кадырову на телефон кто-то скидывал фотографию номеров машин, в которой он передвигался. Здесь отцел нюанс, отцел деталь, но он рассказывал, сейчас подготавливает. И он этого Мамака, он говорил, его за Аргунер, Мерхел, Арвин, кто там был мэром в Аргуне в 2000 каком-то, вот в 2000-х годах был там такой Ибак, по-моему, или как, я не помню, как его, да, что они типа что он был в его подразделении и действовал, вот он даже упоминал вот этого Абдуль-Халима Садулаева, что он типа действовал по указанию Абдуль-Халима Садулаева, как Холцунов, как
внедренный он был, короче, от Абдул-Халима, короче, и что Абдул-Халим был в курсе всех его движений, короче. И что, док? Повтори, пожалуйста, Шилам, я не расслышал. То есть Абдул-Халим внедрил этого шейха Мансура, Абдул-Халим в этом тоже участвовал, я правильно понял? И что это все с подачи Абдул-Халима было, я правильно понял? Да, да, да. Дере Силон, Шилам, благодарю за ответ. Вот это мне надо было услышать. Шейх Мансур, если ты это слышишь, то, что ты рассказывал Ширламу, и я думаю, то, что Ширлам рассказывает, там были свидетели, когда ты это говорил и утверждал, то это вообще не является правдой, то, что ты сказал. Они были, представь себе, Абдул-Халим был там, он настолько чушь рассказал, что вместе Абдул-Халима с этим Мамаком они хотели совершить теракт и утверждают, что они хотели сделать покушение на Кадырова, когда этот Мамак лично сделал контрольный выстрел этого Абдул-Халиму и получил за это, внедорожник такой. На тот момент он был в моде, да, и как я помню, там утверждал, что у этого автомобиля там стекло было с ночным видением. Вот так рассказывали, я не знаю, да, вот не буду от себя говорить, я говорю то, что слышал. Но факт есть факт, что Мамак, то, что он рассказывает, что они совместно хотели сделать и так далее, это настолько такой бред, человек верный своему амиру Абдул-Халиму заваливает его, но все равно думает осуществить план Абдул-Халима дальше там убить Кадырова. Это настолько бред. Ну, а как я это сказал, до этого все это знают в республике, что у Мамака был конфликт. Когда он еще рядом был с Кадыровым, он был его другом, и у них конфликт был. Потом этот конфликт уладили. Потом еще конфликт произошло, и это убийство этого Мамака, это все произошло из-за личного конфликта. Это никакого там покушения, там ничего не было. Это просто люди там сброс делали и так далее. И как произошло, когда личный конфликт происходит, мы знаем, да, там и бывает такое, да. Примерно мы помним историю, там вот Бадика, Ямадаева и так далее, когда у них произошло конфликт, да, но здесь был совсем другой конфликт, да. Так что ты рассказываешь, Шейх Мансур, я тебе говорю, ты рассказываешь полный бред. Ты не настолько даже хорошо подготовился, когда рассказывал. Человек, который хотел покушение на Кадырова, Мамака убили, вот представьте себе, который был другом, а этот чувак даже не знал ни Кадырова, не был ни друга и так далее. Какой-то ФСБшник пришел, заступился за него через знакомые и так далее, и его выпускает. Да ты бред собачий несешь, это никогда в жизни такое не произошло бы. Да, если есть вопросы, задавайте, да, ко мне, Ширламу, не аудитория, а вот говорю нашему журналисту Гостеповскому. Östahum erder, ant noqchumata erdos noqchumatsun istata. Vistla atuhul mod paroi raskamata ala megas doi insultas laureati kanalta intervju yelchulta. هو nog video's precies som pjatchulta هو nog så kärk med lätt så det ta'zar dina gjort en ukrainki jo etsanish så snabbt vinna هو nog gjort qidayol tat videos هو nog polygon ter videos шунах дуинс да именно к этим людям сейчас собрали шунах я что витаг выше витаг Адам Герат Боги, Хамасицеюш, дуиха там, Зубайром тебя называли, Гератом, Адам, по паспорту, Виктор, ты, шейх, Тегуатсун, Шуца, Югар, Хабабу, Шикшуню, Калюш, Шуца, нах, я шунах, Лари, Цигасвиц, Юахдуха, Дахва, Тинкасти, Дырыш, Сагерс Далочдин, Сункяш Бях, Дырыш, дуй, Юришаш и Тяш Бях, Бин Дельча, и дери двинул сакачо шудой и дери двинул сакачо ها إيش حبين يعيلش إيش حبين بوش قميص درش سودوي يختوتها أس لوريات كانال تا انترفيو يلشوتا и болт на пей и видеос аса и видеос суна етера тани отчётел кячин хрю ашдуй сунделаш уж дай включаю инсун мацдуйт абу тал вымышленный профиль цаны чуха дальше мухир машти сына шдуй дасет сия бати хари вожи о далру далуока Франция абушнсо والله
это опять у меня. Сочу клюш вачу. وتسأل دوي تسأل شو كوي حوامي قردوش دوي قوز كوي ولي يوح شو قاني تاني ديت دوي نو بقصة دوي شو هين سيو يوضع كويتن ست ايرشاك تليفون تيام ست ايرشاك تليفون تيام شيرلامك عطي عال ناق الهوت ناقصان اوكراين كتاني سقارد سو مغنا شميول شخلا жизнь смогла мел дать دوي дарбан доцу دوي дарбан доцу се жизнь могла мел ваца دوي اش يهم شيتن سجرجت ناش ناخ يا شو دوي شو تسقى إنه كنت دا قلبنا هو شيء تندق دول كنت بوي دا قلب بالبلتان تاش باش دا يدولشنا دوش دوي تهما أشيرة يا تسقى دوي هو شيخ منصور سون سرازو توستلير دوي سون توستلير فتان أنت بوغ باشو واخي واحد سون واخي إن أحسو قميل دينشتين عدوي أليكسي في واحد سنوغا يتسلقتن فيلاتف أحسن شيء فاميلي تناق وستيقسون دقوغ سون ويتنك دوي صبير بوات وويتنك دوي خطسانت بوغ باشو شيخ منصور خطسانت بوغ باشو إجراك بوغ باشو تسانت دوي شو ووشخ прикрывать داش ووشخ прикрывать داش أش دوشو تسيقا دوي إذا كاي وشو прикрывать داش سيق أش دوي شاش نقاسن إيش دوي نلدوش في اللاري شاش دينك دري ديزر يغتاحسون فيديو شو تسقش شيرلام هو قاقيل اش مش ناخيوت سون شوي اش يا حن شيء ثاني volts عن كونتيج ماري ما يغتن شدوي ماري ما يغتن شو нахья шдуй. Вы взяли эту девушку и потом женили ее на одном из ваших бойцов. нахья шдуй. Вот сазам хан його людой вовша ка земля она круглая, при баш док дуне даться дуй герат вэшин сиящийся серженю, что тебя помню. Запомни, еще придет время, вэши иш волшах Питер вон. Так дуй цурду вэшин дуй. حخشوا إلى أسيات يشبر دقون دوي إحنا تخيط نشبوي تجا حسن يشبوش دوي قوما ياتش دوي شو نحيات أشدي وش بتاع نخش قوم دو أردو ليش داتشو شيء كيسن بالبوش أردو نح دوش دوي قطعة ما دات تجا и вот вы 4 человека как минимум вы работаете против чеченской нации на руку ФСБ. Савелишин. Так, давайте сейчас... Так, Александр, добавьте, потом я как бы буду вам задам несколько вопросов. Говорите. Да, я что хотел сказать, я хотел добавить. Вот это видео без голоса мне скинули двое. Но это произошло после того, как я с Черламом уже познакомился, пообщался, поговорил. Я честно скажу, как сказать, у меня паранойи нету, человек в чем-то подозревать и так далее, да. Но когда я послушал интервью его, потом, когда начал снимать, я очень рад, что Шерлам, вот хотя бы, вот сказал, наконец-то хоть один, который вот среди бывалых, который открыто говорит правду как есть и не скрывает, и говорит то, что было во время этой Ичкерии, как там происходили воровство и все такое. Человек говорит правду как есть, он вообще не боится, что его будут упрекать и так далее. Я вижу, я не люблю человека восхвалять лицо, и себя не люблю, когда меня хвалят, да, и тем более лицо мне говорят. Но мне этот человек понравился, да, прошу прощения, что значит я восхвалять лицо, да, и это не в моем стиле, но мне это понравилось. Что хочу сказать? Мне начали кидать после того, как я познакомился с Шерламом, мне уже двое скинули это видео. Как это было там? Разоблачители вас звали? Как у вас-то? Короче, скинули, 2 раза скинули. Но я по своей методичке, вы знаете, люблю поматериться, да, если ведут себя неправильно, могу поматериться от души, да. И это самое, я матерился, конечно, меня блокируют, да, там. И это хохлы мне начали писать, я не говорю про украинцев, да, есть украинцы, я разделяю, как украинцы реальные, и есть хохлы. Очень много. Тоже начали там под мусульманские имени, они начали писать. Короче, много чего там происходило. Я что хочу сказать касательно вот этого видео, да, которое вот мне скинули, пьяные, там, самогонку выпили, да. Я знаю, после того, как, возможно, многие услышат эту запись, сейчас начнут про меня тоже говорить,
что вот ты такой был лицемер, там, после этого ты начал там гулять и так далее. Да, раз я вам вот что, заранее вам говорю, я знаю, что вы шныры, уже мне в ТикТоке там писали некоторые вещи. Касательно того, ходил я в дискотеку, нет, то, что вы меня упрекали уже, да. Я в дискотеку ходил, и не скрываю это. На музыкальном фестивале ходил. Пить? Да, я тоже пил, и не скрываю. Я не люблю лицемерие, да, это не принято говорить при старше и так далее, но сейчас же вы мудаки, это вы джамааты, у вас сколько сейчас тут нету вот это шваль, которая сейчас размножается, да, и вот это подрастающее поколение, к сожалению, они тоже вот так эти паразитируются. В те времена, когда я жил, та молодежь, она была не той, что сейчас, то, что я вижу, это вообще конченые отморозки, да, конченые ублюдки. Да, я пил, и чё? Но я никому не вредил. Если я пил только себе. Гулять? Да, я в дискотеку ходил. Но женщинами вы меня никогда в жизни не ловили, потому что я не гулял. Это было для меня противно. Вы будете много чего говорить. То, что я, например, даже и пил, там шнапс пил или еще что-то, это вас не касается. Когда я выпал, я к вам домой не пришел вам морду бить или еще что-то. Вам это в глотку не заливал там, понимаете ли? Это вас не касается. Вы мне что-то вот говорили бы, упрекали бы. Вот ты это делал, то и все. Если бы я вам этим вредил бы. Но я вам ничем этим не вредил. Это было лично мое, это было лично мое веселье. Захочу и сейчас выпью, захочу и сейчас пойду на дискотеку, пойду на музыкальный фестиваль, там путешествовать буду и все такое, да. Так что это вас не касается. И то, что вы решили показать там избитого человека, видно, что вы избиты, вы голос скрыв... Вы почему вот аудио вообще скрыли? Вот у меня вопрос то же самое. Почему вы не показали полностью, как есть аудио? С аудио. Просто голос это убрали, и мне тоже начали скидывать. И я слышал, что сюда в канал тоже скидывали вот это видео. Как мужчины вели бы себя? Вы просто, знаете, вы ничтожество. Вы как вот снимаете видео, вот ходите, вы это делаете для отчета. Все, что вы делаете, это чисто для отчета, для своих хозяев. И вот вам надо было показать своим хозяевам, вот мы наказали Ширлама, который у вас работники есть. Я не могу в данный момент, я вас лично как бы не знаю, вас двоих, да, но ваши действия, они соответствуют. Как ты, Адам Герат, там, типа, молился там, чтобы Аллах тебе дал место рядом с мечетью. Это ваше любимое местечко рядом с мечетью, и дальше там заниматься своей там агентурой и так далее. И твое действие, это вообще показывает, что у меня есть подозрение, но я такой человек, я не могу утверждать, у меня есть подозрение, что ты можешь быть таким. И то, что ты заявлял, что у тебя спецслужбы, я не знаю, как Швеция называет, но Норвегия называет это этник, да, если спецслужбы, что они пришли там, забрали у тебя компьютер, все, и что они типа потеряли. Ты несешь полный бред. Они не могли потерять твои вещи. Это настолько, бред такой. И после этого тебе покупают новые вещи. Если ты говоришь правду, ты можешь предоставить официальный документ, который показывает, вот, пожалуйста, они сказали, потому что все документируется. И тем более, чтобы потерять вещдоки, которые было связано с террором, этот чувак, который ведет дело касательно террора, рискует своей карьерой, и это будет скандал, утеряны документы, понимаете ли? Потому что я живу в Европе, у меня много были моменты, когда были проблемы с полицией и так далее. Благодаря, кстати, больше всего именно таких, как вы, братьев мусульман, мне тоже много раз взламывали с полиции, спецслужбы там. Много были истории, да, там. И те, которые там в Белине, там, знают меня, не знают, что у меня были эти проблемы, всегда были проблемы, да. И началось это именно благодаря вот таких мусульман, понимаете ли. И, ну, к этому тоже мы придем, да, касательно вот этих стукачей, агентов, которые работают для спецслужб, да, там, как ИГИЛ, как имаратовцы и так далее, да, которые я лично тоже познакомился, да. Что хочу сказать, есть вы врете просто настолько тупо. Покушение с этой историей, с этой утерей вашей техники, что вам купили новую технику. Вы просто бред несете, вы даже врать не умеете. Хотя бы сказал бы, что пошел украл, или у кого-то через знакомого брат тебе дал. Но настолько бреда я не знаю, как это вещдоки может потерять, тем более относится к террору. Возможно, у вас там был свой агент, там, Муахид Ахи какой-то, да, который во имя халифата работает в этом спецслужбе в Швеции, да. Только так возможно, да. Но, а иначе это невозможно. Я знаю спецслужбы в Европе очень хорошо. У меня лично были с ними тоже
пересекался, как и с российскими спецслужбами, да, были моменты, и также европейскими. Вещи, которые у меня забрали, которые держали на протяжении там 5 лет, да, там, они мне полностью проверяли, даже флешки, которые были уже сгоревшие, они их восстанавливали, проверяли все как есть, и ничего они там не теряли. И только после того, как утвердили, что я не являюсь виновным, что я против Германии ничего не хочу делать, что я не являюсь опасным для Германии, только тогда они мне отдали спустя 5 лет, да. Но у вас как-то странно, да, понимаете. Кстати, у меня один телефон, да, был испорчен, когда они, короче, проводили работу. Но за этот телефон испорчен, они мне почему-то не дали новый какой-то iPhone и так далее, да, а вам почему-то дают все это оборудование. Вот хотел добавить, да. Пожалуйста, журналист, задавайте свои вопросы. Тема будет интересная, долгая, будет много чего вспоминать. Феликс, да, я скажу инцелоцу, но вот ты сейчас вспомнил, Дегардия Лерсон, да, вот это кинци, Гера, сюг, помасит твой хейн ашвош, дагдон, с этой аппаратуры ты, децент, помял, когда тебя задержали и изъяли, как вещдок, твой ноутбук, твой телефон, и когда перед тем, как тебя в Украину отправить, эти спецслужбы тебе купили новый ноутбук, новый телефон. Я человек, который сидел, и тут, наверное, в этом сейчас чате тоже есть люди, которые сидят, да и спецслужбы так никогда не поступают. Никто тебе не купит нового ноутбука и нового телефона. Не купит. Или если даже тебя и отправили с этой аппаратурой, значит, эта аппаратура просто напичкана там разными датчиками подслушивающими. Третье, меня за лоха не надо держать. Там, может быть, пацанов, которые неискушенные, там, молодые, по 20-25 лет, которые часто вокруг вас находятся, им ты можешь эту лапшу вешать на уши, но мне на уши лапшу вешать ты не сможешь. Сундель мэлэр, сун гуч ярдуй, йоусер, сун гуч ярцигадуй, халилоштег, дуй, все снимать, вяж, телек снимать, вяж, его щекам засветить, вяж, дуй. Я единственная моя была в чем ошибка, мне нужно было раньше оттуда соскочить. И я с Бадыгач, я и раньше собирался соскочить, этот шейх Мансур меня отговорил. Шейх Мансур меня отговорился, от не Шерлам, от не Гумадат, ажим все бурдем бош, дуй. Он меня отговорил и довел, и дошло и до этого. Вы, наверное, скорее всего, это ваш план уже давно, в принципе, скорее всего, он у вас там созрел, чтобы меня как-то наказать, или, я не знаю, вирихтансу, садой, тадам рихтансу, дой, Гумадат. Скорее всего, Шерлам, даже не то, что они хотели наказать, походу, вот это в доме, походу, хотели, дан был приказ наказать тебя, и вот видя все это отчеты, которые они делали, видеозаписи, ты то, что рассказывал, да, что ты сказал, что будешь работать с ними, да, и соскочил. Мы, как знаем, у спецслужб есть такой кодекс, раз ты их обманул, и тем более, когда подписал, то по-любому идет охота. Вот так вот. Походу, это нужна была такая работа была, как сказать, отчет, да, там. И в будущем, возможно, и завалили бы, да. Так, хорошо. Я думаю, что мы вам дали высказаться вначале. Шерлам, вам вопрос. Вот этот шейх Мансур, кто он такой вообще? Что это за личность? Можете просто описать для людей? Какого он роста? А с какой части Чеченской Республики? Чеченец ли он? Просто нам интересно. Можете просто сказать, кто такой? Лауреат. Я даже не знаю. Но он как сказал? Есть видеосъемки с этим шейхом Мансуром где-нибудь вообще? Ну, у меня есть фотография, у меня никого, вот, но я ее никому не покажу. Это у меня есть фотография, есть, у них на канале есть Голцунов. Просто, если есть возможность, скиньте в личку нашему боту, мы ее все равно сотрем, не переживайте, мы не покажем на общественном. Просто не, брат, я знаешь, как поступлю, Лауреат? Не, знаете почему? Подождите, дайте. Просто чтобы мы знали, кого искать на просторах интернета. Вот для чего мы хотим узнать. А как эту фотографию мы как бы не покажем никому.
Не, я не Понимаете, хочу чтобы мы брать. знали, кого искать. Я так не поступлю. У меня нету этих методов, брат. Я понимаю, Хорошо, что ты хорошо. хочешь сказать, лауреат. Я понимаю. Но Нет, на это я нет, не вы не пойду. понимаете. Слушайте до конца. Мы хотим знать, кого нам надо искать на просторах YouTube, общественной вот этой площадки YouTube, чтобы мы знали, кого нам искать. Мы же не знаем, о чем речь. Как мы можем кого-то искать, если мы не знаем, кого мы ищем? Вы понимаете, о чем речь? Есть у этих, как его, у Курочкиных, есть одно видео, это, по-моему, Маран Бата. Два человека поздравляют на видео, два человека поздравляют мусульман с окончанием месяца Рамадан. Один Хабаб, второй Шейх Мансур, они там так и подписаны, эти оба. А вот если найдешь это видео, посмотри на их Хорошо. видео. Хорошо, Я хорошо. не скину фотографию. Понятно, извини. все понятно. Все, забудьте. Хорошо, тогда объясните, опишите, кто он такой, чем он занимался. Что это за личность Шейх Мансур? Ну, по его словам, я даже не буду говорить, откуда он, я не знаю, потому что по его я не хочу, чтобы с чтобы какие-то проблемы возникли у его родных, я не знаю этого. Такой человек высокого роста, по-моему, у него нету левой руки больше, чем кисть, короче, да и где-то по локоть у него руки нету. Человек, который вот Цуади царя был освобожден из подвала Кадырова и потом приехал в Турцию, прожил большое время в Турции и приехал потом из Турции приехал в Украину, по его словам. Вот так, брат. Все понятно. Какую должность он занимал в Украине, вот этот Шейх Мансур? Чем он занимался? Ну и когда он приехал, Голцнер, ему дали замкомбатом, короче, у него должность сразу была. Там комбат Абона? Да, Абона, да. Закаевский Абон, хорошо. Ширлан, вот вы говорите, я был в Польше. Когда вы прибыли в Польшу, вы вышли на контакт с так называемыми бойцами чеченского сопротивления, но на их языке и сленге русской православной ахлусуны, они муджаhiды. С этими муджаидами. Что вас в первую очередь удивило в общении с этими людьми? Вот что вас вообще вот именно, вот, что вы поняли, что-то они не то там говорят и делают в Польше. Вот могли бы вот первые такие звонки описать? Не знаю, Голцнер, такого прям что-то сказать мне по Польше особо нечего, если честно. Да или циркомял, да, когда у него возможность появилась, я первые пару или трое суток за свой счет там Голцнер отель снял, жил. Потом цыгане уже сами оплатили проживание, по-моему, я там 2 ночи провел, и потом спустя где-то 2 ночи и потом круг мы дали, забрали еще людей и поехали в Украину. Что-то по Польше сказать мне такого... Хорошо, понятно. Нечего. Хорошо, понятно. Напоминаем, что Ширлан является узником русских концентрационных лагерей. Я могу вам сказать, потому что вы уже давали нам интервью. Для тех слушателей, которые нас не знают, кто в первый раз нас слушает, Ширлан является активным участником чеченского сопротивления во Вторую русско-чеченскую войну, именно варварскую агрессию Русни против чеченской нации. Вышел из Грозного, является защитником города Грозного, вышел из Грозного на тех знаменитых мирных полях в сторону Ермолки, прошел пешком до Итумкали-Шари, потом спустился под командованием Гилаева и был взят в плен русскими террористическими бандами, когда хотел выйти, там отдельная история, там тоже он рассказывает это подробно,
когда уже выходил из окружения. Там у них в группе тоже была, как говорится, русская, засланная русская террористическая крыса, которая их выдала. Называется Сексот, который их спящими оставил в доме, ушел и предал их всех. Вот таким образом он попал в плен. Но это как бы отдельная история, но она тоже как бы является частью всей этой глобальной истории. Поэтому как бы Ширлам у нас не вызывает сомнений. Он знает, о чем говорит, и человек как бы бывалый. После того, как долгий срок отсидел в застенках русских концлагерей, он был вынужден подписать документы о сотрудничестве с Федеральной службой безопасности. Где-то он был там за Сибирью, где-то там сидел за Уралом. Вернулся и сразу же покинул свою историческую родину. Переехал в одну из стран Запада. Так, шейха Мансура он как бы описал. Да, мы будем его искать. Давайте зачитаем информацию про Ахмеда Чатаева, чтобы и Криксраун об этом тебе напомнил, и Ширлам. Смотрите, вот такая вот информация. Мы сейчас ее зачитаем. Почему наш сегодняшний прямой эфир как бы сам по себе состоялся? Это из-за того, что вот этот вот маджахед, русский православный ахлусунщик, который сейчас находится на территории Украины, Мансур Самашкинский, кажется, он находится в батальоне имени шейха Мансура. Он просто в то время хотел вынести на общий суд предательство в рядах так называемых муджахидов, чеченоговорящих. Но на самом деле это движение было уже создано русскими православными ахлусунными спецслужбами, такими как ФСБ, ГРУ, СВР. И это стало как бы причиной нашего сегодняшнего прямого эфира, потому что там он очень детально рассказывает, как они шли через Грузию в Чечню. Поэтому мы зачитаем эту информацию сейчас. Лопата. Инцидент. Известен в Грузии как спецоперации против незаконных вооруженных формирований в Лопате. Грузинский спецназ занимается неопознанной военизированной группой из 17 человек. Мы читаем, просто читаем. Это заметка в одной из электронных газет. Грузинский спецназ занимается неопознанной военизированной группой из 17 человек, которые якобы взяли в заложники несколько человек в глухом Кавказском Лопата, близ границы между Грузией и Россией, с Республикой Дагестан. Поначалу многие считали, что боевики российские исламистские боевики из Дагестана. Во время операции, которая началась 28 августа 2012 года, по меньшей мере 4 человека были убиты и по меньшей мере 6 раненых. Перестрелки 29 августа. Как мы знаем, вот эти 3 человека они выжили. Это все являются агентами Русни. Мансур Самашкинский, этот вот Ахмед Чатаев и еще там один там. Этот Герат, кажется, да, вот эти люди, все, которые подвели этих молодых парней под удар, сами они там выжили каким-то чудесным образом. Сколько они утверждают, там было убито среди чеченцев? Ну, 14 человек, они говорят, 17 человек была группа, из них 14 были убиты, 3 выжили. Но в этой группе 3, там у них выжил вот этот вот Мансур Самашкинский, вот этот вот Герат, Адам Чатаев сам в грузинам ушел, Ахмед Чатаев, то есть. А там еще один был какой-то. Этот Мансур Самашкинский, его называют фамилию, имя. Какой-то чеченец, бывалый тоже, которого он нашел раненым в какой-то квартире. Ну, это ладно, это уже детали. Поэтому мы настоятельно рекомендуем просмотреть, прочитав часовое вот это разъяснение этого Мансура Самашкинского, где он, сам того не подозревая, выдает все их секреты русской православной Ахлусунны. Агентов ФСБ. Они все сами агенты ФСБ. Все сами подрусские агенты. Все эти маджахеды, все это движение исламское. Мы сейчас будем все это вводить на чистую воду. И вы поймете, что все это движение было выдано русскими спецслужбами для того, чтобы свести на нет именно идею национально-патриотического движения и борьбы за свободу чеченской нации. Они просто растворили идею национальной борьбы с чеченской нацией в идеях всевеликого халифата исламской уммы и просто утопили нашу чеченскую нацию. В крови они разделили чеченскую нацию, разделив их по религиозным вот этим всяким разным течениям. Отдельно они создали вот эти исламистские движения муджахидов, которые отделились от нации. А как мы знаем, ни одно национальное освободительное движение не может выжить, если оно разделено с нацией. Потому что подпитывающей силой и силой дающей возможности, также материальные, физические, материальные ресурсы, является сама нация, народ. Когда мы разделяем национальное освободительное движение на каких-то муджахидов, которые во имя неизвестных, непонятных идей по установлению слова Аллаха, шариата,
воюет против русских оккупационных банд и террористов на территории Чеченской Республики, тогда как народ не понимает, в чем уже заключается сама суть их борьбы, и которую они топят в крови, русские террористические банды, терроризируя их, бомбя, устанавливая системы блокпостов, проводя зачистки. Но тут одновременно какие-то в горах Чечни ходят бородатые маджахеды, которые вместо того, чтобы защищать национальную идею и чеченскую нацию, борются за установление шариата с именем Аллаха на устах. Это вообще совсем разные вещи. И поэтому чеченская нация просто погрязла в внутренних распрях, в борьбе за установление какого-то мнимого исламского единства умы, что было сделано и что было на руку русским террористическим бандам, русскому террористическому военному и высшему политическому руководству Руси, а также всем вот этим русским террористическим спецслужбам. Поэтому мы читаем дальше. Во время операции, 17 человек, которые якобы взяли в заложники нескольких человек в глухом Кавказском ущелье. Это чтобы мы себе напомнили, о чем тут речь. В Кавказском ущелье Лопота, близ границы между Грузией и Россией, по республике Дагестан. Поначалу многие считали, что боевики, российские исламистские боевики из Дагестана. Во время операции, которая началась 28 августа 2012 года, по меньшей мере 4 человека были убиты и по меньшей мере 6 ранены в перестрелке 29 августа. Среди жертв были 11 членов таинственной вооруженной группы, в том числе по меньшей мере 2 граждан Грузии, а также по меньшей мере 5 граждан России. Все последние родились в бывшей Чечено-Ингушской АССР. Сотрудники грузинской спецслужбы потеряли 3 человек убитыми и 5 ранеными. 8 сентября был арестован раненый предполагаемый боевик Ахмед Читаев. Ахмед Читаев, всем известная личность, это ярый агент, просто действующий в то время активный агент ФСБ, который прикрывался идеями джихада и представлял себя великим муджахедом. Какого-то Жамата, не знаю, какого-то из чеченского Жамата под командованием Ахмадова или там Читигова, или там, не знаю, кто там, Такаев, Цакаев, Цагараев, без разницы. Ну, какой-то маджахед, который каким-то чудесным образом жил в Австрии. Один момент его даже задержали в Болгарии и хотели выдать в России, но его не выдали. В России такие проворачивают методы, типа мы просим, чтобы его выдали, но потом они сильно не настаивают и его закидывают в Западную Европу. Таким образом, он обратно вернулся в Австрию. Это их методы русские, мы об этом тоже знаем. Ахмед Читаев, гражданин России чеченской национальности, имеющий на тот момент уже статус беженца в Австрии. Читаев, вот смотрите, 2012 год, эти уже маджахеды, так называемые, уже были в Европе западной, имели гражданство и жили на широкую ногу, тогда как они сделали все, чтобы русские пришли и убивали наш чеченский народ. Вот такие вот они мусульмане, маджахеды, борцы за идеи ислама, шариата, навязанного нам Русью. Ахмед Читаев, гражданин России чеченской национальности, имеющий статус беженца в Австрии. Читаев предстал перед судом за незаконное хранение оружия, но заявляет о своей невиновности, заявляя, что на самом деле он был представителем правительства на переговорах, и что у него, так, смотрите, как он заявлял, там, на суде в Грузии он заявлял, что он являлся представителем правительства на переговорах. Представляете? А на самом деле он приходил как переговорщик. Этот Мансур Самашинский об этом и говорит открыто там. Он уже в то время работал на спецслужбы Грузии, которые, мы знаем, пронизаны просто русскими спецслужбами ФСБ, ГРУ, СВР. И одновременно они делали все, чтобы нашу чеченскую молодежь подставляли, убивали, делали на них результаты. Так же, как и грузинские спецслужбы, так же, как и российские, русские спецслужбы. Таким образом, на чеченской крови все зарабатывали себе политические, экономические, военные дивиденды, регалии и продвигали себя по службе. Поэтому он приходит в это ущелье от имени грузинского правительства. Но ни один из этих глупых чеченских мусульман, одурманенных вот этой религией, себе не задал вопрос, каким это образом человек, который живет в Австрии, приезжает к ним в грузинское ущелье, какое-то глухое, недоступное, и представляется представителем грузинской власти для переговоров между исламскими фундаментальными муджахедами, которые не признают в мире ничего, кроме Корана и Сунны, и которые хотят и жаждут отдать свои жизни во имя и ради Аллаха и для установления слова шариата. Видите, какие тут несостыковки? Это просто какой-то маразм. Это просто когнитивный диссонанс. Это просто какое-то сумасшествие. Люди просто не имеют вот эту вот критическую связь, логику. У них просто нету
понимания именно этих процессов, причинно-следственных процессов, приезжает к ним туда в ущелье от имени грузинских спецслужб. Так вот, продолжаем дальше. А также российский ислам. Так. Многие детали, прошу прощения. Вот. На самом деле он был представителем правительства на переговорах, и что у него не было оружия. Позже он был оправдан. Смотрите, он каким-то чудесным образом оправдан. Операция была официально с грузинскими властями оправдана. Понимаете? Но его не выслали в Россию, как тех 5 чеченцев, которых выслал Саакашвили. Те чеченцы, которые перешли на какой-то горе, на высокой Кавказской пиковой горе, их издались, сами пошли к грузинам, издались грузинским пограничникам, сказали, мы просим политическое убежище. Их сразу же решением тех властей грузинских, а также с разрешения Саакашвили, тогдашнего президента Грузии, так как они не являлись агентами ФСБ, ни двойными агентами грузинских спецслужб, отдали прямо на границе русским пограничникам. Есть такой случай 5 чеченских повстанцев, они выдали именно в России, на границе. Тогда как Читаева оправдали в грузинском суде. И не дали понять, каким же образом он приехал с Австрии, являясь там беженцем, в Грузию, и выступал от имени грузинского правительства. Вы понимаете, какая там несостыковка. Но все это покрывается одним словом. Это угодно Аллаху. Это угодно Аллаху, потому что это его сила, это есть ислам, это есть религия ислам. Вот понимаете, как они дурманят и дурманили наших чеченских граждан, именно молодых, и даже и немолодых, и взрослых, потому что их разум просто засорен этими исламскими людьми. Просто у них нету никакого просто разума. После того, как они уже поддаются этой исламской пропаганде, они уже не имеют никакого логического вот этого мышления. Так, значит, позже он был оправдан. Операция была официально завершена 30 октября. Многие детали столкновения самого смертоносного в Грузии со времен войны в Южной Осетии в 2008 году до сих пор остаются неясными. Правительство Грузии и России, а также российские исламские повстанцы из Эмирата Кавказ, которые безуспешно утверждали, что теневая вооруженная группа принадлежала к их основным силам в Дагестане, обвинили друг друга в провокации. Инцидент также подвергся резкой критике со стороны тогдашней оппозиционной Грузии, победившей на выборах в октябре 2012 года. Коалиции «Грузинская мечта», которая обвинила правительство Единого национального движения Саакашвили во лжи, об этом им пообещала, что виновные в гибели будут наказаны. Так вот, что самое важное и немаловажно в этой истории, Грузия, тогдашняя власть Грузии, и русские террористические банды, а также их спецназ, они совместно работали. Вы понимаете? Они совместно работали и набивали себе очки и делали то, что друг другу выгодно. Саакашвили показывал себя лояльным России, тем самым желая, чтобы Россия была к нему благосклонна. А Россия делала все, чтобы Грузию втянуть в так называемую сферу влияния именно своих интересов, что им и удалось. Так вот, этот Ахмед Читаев, впоследствии его находят в Турции, также, кажется, он был убит в Сирии. Точно у нас информация, сейчас мы это выясним. Так, интересно, что самое главное вот в том, что мы зачитали, что в принципе то, что говорит Мансур Самашкинский в своем интервью, то есть послание развернуто, даже нельзя его назвать интервью, он просто рассказывает, что происходило. Он говорит, что они преследовали грузинских спецназовцев, хотели вступить с ними в бой, но одновременно, чуть ранее, 10 минут в своем выступлении, он говорит, что они были просто измождены, уставшие, у них не было боеприпасов. Вы понимаете, какая это нестыковка? Он говорит, с именем Аллаха мы хотели вступить с ними в последний бой, мы пошли на первую линию их атаки, на вторую линию атаки, и на второй линии атаки мы их потеряли. Вот таким образом они рассказывают сказки нашим чеченским молодым парням, забивая их головами такими выдуманными историями о войне ради Аллаха и джихада. Так вот, дорогие друзья, вот такие вот у нас друзья-маджахеды, которые работают на русские спецслужбы. Так, вопрос вот нашим двум участникам. Вообще, Ахмед Читаев, вы знаете, где он умер?
Можете просто сообщить? Да, да, знаю, да, я могу сказать, я скажу про этого человека, да, человек, который призывал к ИГИЛ, э, призывал всех сделать баят там в Багдаде, там переселиться, сделать хиджу и так далее, и призывал совершать террористические акты на том территории, где находится. Сам в 2017 году убежал от ислама, от исламского государства в кафирскую христианскую Грузию. И он делал дуа, кстати, на тот момент, когда Мансур из Украины сейчас, который находится, когда он это заявление делал, о Аллах, сделай справедливость, накажи того всего. Ну, я бы сказал бы ему это лично, его сейчас нету, да. Дуа его настигла, да. Его же хозяева взяли его, замочили в Грузии. Это было в 2017 году. Вы можете себе представить, человек, который призывал уезжать, в который люди реально верили, и таких, как Чатаевых, там было очень много вот этих рупоров, да, и они находились на территории Европы и в многих местах, да. Я даже спецслужбам сказал в Германии, когда они мне сделали эту спецоперацию в доме, да, я сказал, что впервые реальных, да, вот аль-каидовцев, там, реально вот этого пропагандистов, всяких террористов я вот увидел у вас, да, ну, больше всего, хотя пропагандистов было и это самое на Кавказе тоже, да, но как в Европе я это не видел нигде, честно сказать. Я это им когда сказал, они будут в шоке, как это самое. Я говорю, нету у нас такого, что у вас тут есть, у вас есть фактически, у вас тут спецслужба, да, вот это самое, которую установили. И вот что хотел сказать, Чатаева настигла дуа, которую он делал, да, против него же самого. Человек призывал ехать, делать хиджу, призывал умирать во имя Аллаха там, но сам же убежал. Когда их зажали, он сбежал, как трус, до конца не пошел на драку, он в рай не захотел пойти. Вы сейчас, ребята, вот сейчас многие, вот молодежь одурманена там, которая кричит сейчас там сри пластилин и все такое, вы будете говорить, это же кафиры, они же лжецы и так далее. Ребята, хорошо, мы врем, хорошо, но вот что вам скажу, езжать тогда в свои исламские республики, там, где есть шариат, как Афганистан, там еще другие места, там, да, тем более евреи вас зовут, вот, которые сейчас в Европе сидят, кричат, что вот поедут в Палестину, говорят, приезжайте, мы вам не мы вам не будем мешать войти в Газу, да. И дальше вы сами увидите, что там творится, да. Вы можете поехать, да, вы можете все, что угодно говорить, это они клевещут, кафир и так далее, но факт есть факт, и вот Мансур это показывает, да, вот видео есть, да. Многие очень не хотели, чтобы это видео дальше распространялось, да, там. Но так получилось. Сейчас вы из Эмирата Кавказ, там, ИГИЛ и так далее. Да. Прошу прощения. Вы, конечно же, все развернуто отвечаете, просто вы сказали про Ахмеда Чатаева, да? Вот, давайте Да. я как бы задам вам вопрос, вы про Ахмеда Чатаева, и мы как бы структурно уже пойдем, потому что я вначале вам дал все-таки Да. лекцию. Да, я сейчас быстро скажу. Разрешите просто мысль, да, ну, чтобы Да, вы понимали, я- в каком формате и русле мы будем работать. Вам слово. Да, хотел сказать вот этим всем, которые на тот момент сидели там, обманывали молодежь, да, там, собиратели денег, там, зная всю эту грязь, которую скрывали во имя своей выгоды, да, там, не давая вздохнуть нашей нации спокойно, разжигая ненависть друг друга, еще хуже, топя нас в дерьме. Это видео я сохранил, считайте, и я это распространил, это видео. И я знал, что вы, ничтожество, будете призывать, чтобы Мансур это удалил, это видео, да, вообще, чтобы и данные удалил. Но, возможно, вы даже попросили у него из флешки даже некоторые вещи удалить, потому что дальше он ничего не стал про это говорить, даже не упоминает про это, не хочет даже вспоминать. Так что можете делать дуа, говорить, я Аллах Аллахве, я Аллах. Это я лично распространил это видео, да. Это у меня хранилось это видео. Я знал, что вы будете требовать это удалить, да. Так что вот вам такой сюрприз, ребята. Убарашун к вам. Все, велишун. Ширлан,
Вы можете что-нибудь добавить по поводу Ахмеда Чатаева вообще? Что вы слышали о нем? Что это за человек, если есть возможность? Солнце Вёзи, я его не знаю. Хорошо, понятно. Так, это знаете, вот с Лопатой мы все-таки выяснили, в принципе, в общем плане, и даже в мельчайших подробностях, что там была хорошая постанова, хорошее организованное предательство со стороны русских спецслужб. Туда завлекли чеченскую молодежь посредством своих агентов русских ФСБшных, таких как Адам Герат, Мансур Самашкинский. Какой-то там еще был чеченец, он его называет Абдаллах или что-то такое, Мансур Самашкин, надо просто просмотреть видео. И он много указывал на какого-то дагестанского Раббани, тоже мусульманина, брата в мусульманской умме. Хотелось сказать, оговорка по Фрейду, брата во Христе. Ну ладно. Он является... Знаешь, кто это Раббани? Это Ну, тот, скажи. тот, который называет себя коранитом, который против террора работал. И сейчас тоже. Это он и есть. Подожди. Ну-ка поподробнее. В каких эфирах это был Раббани? Надо напомнить, чтобы наши слушатели знали, с кем мы имеем дело. Он живой, значит? Он еще не умер? Он не находится в саду, в райских садах с гуриями у Аллаха за пазухой? Нет, как может быть такие? Таких знаешь сколько? Я просто хотел добавить ремарку, я вам расскажу таких амиров, представителей, которые стучали, которые работали на спецслужб, потом уезжали в Россию, получали там должности, понимаете ли, там много чего есть рассказывать, ребята, поверьте мне, да. Он живой сейчас, он вместо того, чтобы учить коранизму, да, коранитами стать своих братьев мусульман, там, к антитеррору заходил там, я вам докажу то и все, там, понимаешь, и там, как сказать, вмазывался. Это он и есть. Случайно вам неизвестна его настоящая имя, фамилия? К сожалению, нет, даже вот этому Мансуру даже неизвестно. У них же куня всегда Абу такой, Абу сякой. Какой не спроси, они такой Абу. И спрашивают, не спрашивают, кто такой, кто по нации, это харам, то и все. У них все Абу, там, и эти арабские там раббани, все такое. Хорошо, понятно. Значит, этот Раббани приходит на прямые эфиры к нашему великому светилу исламской науки, исламского мира, антитеррору Пармату, да? Ну, хорошо. Надеюсь, что антитеррор нас услышит и будет как бы относиться внимательно к таким людям, которые приходят под псевдонимами Раббани на его прямые эфиры и спорят с ним о чистоте, святости, а также мудрости ислама. Так, значит, возвращаемся к Лопате. Мы выяснили, что Лопата, та ситуация, которая произошла в Лопате, со слов Мансура Самашкинского, да, который в том видео, которое он выложил, и которое он подробно рассказал, но, конечно же, рассказал с уклоном на исламские чудеса от Аллаха, была очень хорошо продуманная и запланированная спецоперация российских, русских террористических спецслужб совместно с грузинскими спецслужбами для того, чтобы завлечь туда чеченскую молодежь и провести совместную спецоперацию по их уничтожению для того, чтобы заработать политические, экономические, возможно, и служебные дивиденды с двух сторон. И, конечно же, это была операция со стороны тогдашней власти во главе с Саакашвили для того, чтобы заработать себе политические дивиденды и чтобы Россия благосклонно отнеслась к их власти в то время на территории Грузии. А одними из проводников этой спецоперации и те, кто эту провел спецоперацию от имени чеченоговорящих, так называемых муджахедов, воинов Аллаха, но на самом деле агентов Русни, ФСБ, ГРУ или СВР, без разницы какой спецслужбы, был Ахмед Чатаев, который приехал с Австрии и представлял грузинскую власть и пришел на переговоры, который впоследствии был оправдан грузинским судом. Был этот же Мансур, который непосредственно был в этой группе, Мансур Самашкинский. Там вот этот вот дагестанский проводник Раббани, который сейчас приходит к антитеррору на его прямые эфиры и устанавливает законы шариата и Аллаха, и кажется, он находится в западной какой-то стране европейской. Там был еще один, вот этот вот Адам Герат, который сейчас находится на территории Украины в составе ОБОНа под руководством величайшего политика на Западе, демократа, и одновременно шариата и шариата строителя Ахмеда Закаева.
закинутого давным-давно русскими спецслужбами на территории Запада, в частности в Англию. Ахмед Закаев, мы уже как бы докажем сегодня, что он является агентом ФСБ и Русни. И там еще есть один человек, какой-то Абдаллах. Но мы не знаем, кто он такой. Но по-любому о нем напоминает Мансур Сашкинский. И мы все-таки настоятельно просим всех наших чеченоговорящих, а чеченцев, слушателей, пожалуйста, просмотрите это его выступление. Многие вещи станут на свои имена. Что самое главное и знаменательно в его вот этом рассказе, что вот этот вот Раббани несколько раз ошибался своим тропами и заводил их в какие-то другие тупики заводил. И всегда они говорили, что это угодно Аллаху, и если Аллаху это было бы неудобно, то это с ними бы не произошло. И они всегда ссылались на Аллаха. И таким образом, вот это все 17 молодых парней, видимо, они им затуманивали мозги. Потому что только ссылаясь на Аллаха, они могли заводить их в тупик именно на убой, в лопоту. А Раббани сухо ходил из всей этой ситуации, хотя грузины, которых они взяли в заложники для того, чтобы они не выдали про них, говорили, что там находится такой-то пост, что эта тропа ведет куда-то, эта дорога ведет сюда, и что если нужно идти на границу, то нужно идти так. Но они не верили этим местным грузинам, а верили этому исламскому, мусульманскому, ФСБшному проводнику, мусульману, Раббани. Потому что же его прислал Аллах, и Аллаху это не угодно было, то такое бы не произошло. И они говорят своим, и он говорит в своем выступлении, видеовыступлении, что как мы можем верить кафирам, грузинам, и не верить нашему брату мусульманину. Вы понимаете, до какой степени это абсурд и абсурдная ситуация. Таким образом, их убили там, то есть дали убить, подставили. И из 17 человек 14 человек, 14 молодых чеченцев. Это была их спецоперация. Таких спецопераций много. Такая была спецоперация на границе с Хасавюртом, потом Галашки, в других местах. Они таким образом всю пассионарную чеченскую молодежь, которая была одурманена вот этой исламской идеологией, которая хотела возвратиться на территорию Чечни для того, чтобы, как они думали, вести национально-освободительную борьбу, попадала в вот эти вот русские православные, ахлюс-сунна, мусульманские, исламистские, джихадистские сети. Их подводили аккуратно на устроенные засады и уничтожали физически. Таким образом, себе завоевывая, еще раз говорю, политические, военные, там, службы, движения были. И таким образом они уничтожали нашу чеченскую нацию физически именно. Пассионарную, хорошую, добрую, именно тех чеченцев, которые болели душой за свою родину. Но они попали не в ту структуру именно, не в ту плоскость, потому что эту западню им устроила Россия под названием исламский джихад, исламский кавказский халифат. Потом впоследствии он перешел в Эмират Кавказа. Все это русские проекты русских спецслужб, Не забывайте об этом. Все, что связано с исламом, все, что связано с муджахедами, все, что связано с воинами Аллаха, со словом Аллаха, это все русские ФСБшные спецоперации, спецпроекты. Весь этот ислам используется Россией для уничтожения чеченской нации, его идеи и борьбы за свою национальную независимость. Вот, мы с этим как бы разобрались. Переходим вот в такой ситуации. Для наших вот этих двух участников. У вас есть что добавить или нет? Если у вас нет ничего... Да, есть. У меня есть. Давай, добавьте это, пожалуйста. Смотри, Сараф, ты сказал касательно того, что они сказали, что сначала они хотели пойти за ними, а потом они ушли оттуда, да, потом. Дело в том, что, смотри, просто они когда уже они там были, у них уже начинались появляться сомнения, когда видели это войски и так далее, да, все равно думали, каждый человек бывает, когда ты тем более вооружен, да, у тебя, когда появляется сомнение, будут думать, они, возможно, подумают, что я задний даю и так далее, да. Да, у них боевые столкновения пошли, они поняли, что им выход не дадут, они уже на тот момент уже поняли, что их обманывали, что то, что говорил вот этот Пейзел, который, как его звали, на русском языке это слово будет защитник религии, на арабском защитник религии это будет Салах-ад-Дин, да. Вот этот Салах-ад-Дин, который в итоге уехал в Сирию и там погиб, был в этом катибе Джейш Мухаджир валь Ансар,
когда он говорил, что они ушли, там, звонили, у ребят, ну, внутри себя были такие вопросы, да, там, как-то так, нестыковка, да, вроде бы сказали, что их пустят, потом не пускают, там, видят там вовсю вооружение, и вообще, их оттуда даже не хотели выпускать. Это был уже результат для грузинских спецслужб на самом деле. Не то, что Россия, да, Россия уже тоже знала, потому что среди них был шпионом российский, который сейчас в данный момент находится в Австрии, в тюрьме, вот это, который тоже занимался радикализацией людей. Если не ошибаюсь, его тоже зовут Абу Хамза, да. Но фактически Грузия готовила их как бы на убой, это был такой результат, их даже не хотели выпускать, да. И ребята задавались вопросом, как, по идее, если они говорят, что у них есть связи, что то и все, они знают все это, и видят такие, ну, препятствия у них происходят, у них тогда уже были вот эти сомнения, да. Но когда это произошло, уже, ну, больше стало, они требовать начали, да, там начали говорить, нет, это не так, там, что вы там в этом виноват, то и все, да. То, что он сказал, что потом отошли, конечно, человек отойдет, я не защищаю ни Мансура, никого, я его лично не знаю, я спрашивал единственно тех людей, которые знают его лично, но те времена, что мне сказали? Сказали, простой парень, да, там, да, воевал там, был таким, да, всегда такой, ну, связывался с войной там, сопротивление России и так далее. То, что мне сказали, я его не защищаю, его знать даже не знаю, честно вам говорю, да, но мне люди что сказали. И что я хотел сказать, да, люди, конечно, уйдут, любой ушел бы, поймут, блин, вам рассказывают сначала одно, потом вы видите такие препятствия, потом вас и убивают там, и, конечно, отошли, да, и, конечно, после того, что сделали такую подъемку, да, у них были такие моменты, что им хотелось отомстить дальше, да, но сил, конечно, не было, да, и ранения у них были, кстати, и этот человек тоже говорит, что он был ранен, Мансур, непосредственно, да. У него было, ну, достаточно серьезное ранение, что ему, ну, если бы он дальше оставил бы это, и Чоу-Ясеню ранение оставили бы, то и руку ампутировали. Просто он говорит, что у него царапина была, да, там, ну, не хочет он жаловаться, да, это, я опять же повторяюсь, я не защищаю никого, ни его, да, я знаю, что Мансур в данный момент является там мусульманином, и эти ребята, как только до меня дошли бы, я знаю, каждый из них постарался мне голову отрезать, да, там. Ну, что хочу сказать, вот именно из-за этого, да, они ушли, потому что увидели всю эту подлянку. И Грузия вообще их даже не собиралась выпускать. Это был такой разработанный такой результат, который они сделали. Вот так, вот это хотел добавить. Хорошо. Спасибо, Криксан. Ширлан, у вас есть что добавить? Ну, пока нечего мне добавить. Да. Для наших дорогих слушателей, кому интересно, вы можете посмотреть наши технические модераторы, специалисты, именно расследователи, как сказать, айтишники, которые работают в 4 уголках земного шара, которые успешно отражают все досы вирусные атаки русских террористических банд на этот канал, созданный свободными людьми для свободного волеизъявления, нашли и выставили в ленту нашего прямого канала этого так называемого бойца Хабаба и шейха Мансура. Кому интересно, да, шейх Мансур там в маске, но Хабаб всем известный со своим лицом. Хаджи Мурат Зумсо, под кодовым названием Хаджи Мурат Зумсо, извиняюсь, да. Так вот, перейдем тогда к другой части нашего сегодняшнего прямого эфира. С Лопатой, с Грузией мы все выяснили. Мы знаем, что мы как бы пришли к общему знаменателю, что территория Грузии, там вся территория Грузии нашпигована русскими ФСБшными агентами, бородатыми мусульманами, джихадистами и муджахедами. Все Панкийское ущелье просто нашпиговано ими. Грузинские спецслужбы об этом знают. Работают под тонким, чутким руководством русских спецслужб, потому что это выгодно, и они на этом зарабатывают себе дивиденды, деньги, звания и все это такое прочее. Одновременно грузинская власть, она является лояльной к Руси. А Россия ее втягивает таким образом в сферу своего влияния, шантажируя именно вот этим исламистским фактором. Потому что Россия должна бороться с международным исламским терроризмом. И Грузия тоже должна войти в этот союз
альянс международных государств по борьбе и противостоянию международного исламского терроризма, в которое нас, русня, хотим мы того или не хотим, закинула посредством религии ислам. И свела нам нет к нулю нашу национальную освободительную борьбу, наше национальное освободительное движение, наши многовековые притязания на свою свободу и независимость. Потому что они нас очернили посредством религии ислам, словом Аллах, Кораном, Сунной, они нас закинули в международный исламский терроризм. Они нас просто стерли в порошок, очернили, унизили и закинули нас на задворки мировой истории. И таким образом они себе дали возможность выдать международным сообществам цивилизованным, как говорится, волчий билет нам, а с самим белую карту для того, чтобы нас уничтожать. Тем они и по сей день занимаются. Так вот, с Грузией мы выяснили, значит, Панкистское ущелье полностью нашпиговано русскими агентами, бородатыми, чеченоговорящими. Грузинская власть лояльна. Переходим в страны Запада. Также Турция, да, что нам интересно, Турция. Там есть такой персонаж, о котором напоминает все тот же Мансур Самашинский, который, мы напоминаем, сейчас находится в батальоне имени шейха Мансура, если память не изменяет, под руководством величайшего полководца, мыслителя исламской мысли, муджахеда, воина Аллаха, установителя шариата, русской православной Ахлю-Сунны по всему миру, Муслима Чеберлоевского. Так, вот эти вот деятели через Украину, они устанавливают русский православный Ахлю-Сунны шариат, а обратно же затягивают нашу молодежь в те же сети, дают им уничтожить нас и с той стороны Украины, а также с другой стороны. Есть другой деятель, который в войске Иисуса, алейку салейку вассалям, идет с другой стороны, устанавливает законы Аллаха совместно с Иисусом Христосом. Вот такая у нас сейчас конфигурация. Так вот, этот Мансур Самашинский в своем видеообращении упоминает о таких деятелях, как Абдаллах какой-то мулла, который сейчас находится, напоминаем, на территории Норвегии или Швеции. Наши участники поправят, если я ошибаюсь. Норвегия. Эймон Мол называют его. Да. В Норвегии, и который выкупает мечеть, понимаете, в Норвегии выкупает за 15 миллионов норвежских крон. И одновременно этот Мансур Самашинский рассказывает, как из русских ФСБшных застенок вышел вот этот Абу Хамза, брат Токи Умарова. Почему мы об этом говорим? Потому что вот посредством рассказов вот этих самих же муджахедов-джихадистов, которые работают на Руси и которые дают возможность нас очернять чеченцев свободных и убивать русскими спецслужбами, а также турецкими спецслужбами, и закидывают нас в вот эти вот сети исламские, они сами друг друга потом выдают, когда у них что-то между друг другом не получается, или есть какие-то трения или недопонимания именно в тактическом плане или там в религиозном, возможно, а что самое главное, в денежном. Так вот, вот этот вот Абу Хамза, брат Доки Умарова, который каким-то чудесным образом вышел из-за стенок ФСБ, Мансур Самашинский о нем напоминает и говорит, что этот мерзавец еще тот, который предает всех, подставляет и стучит на турецкие спецслужбы, и что он находится с Мавлади Удугом на пару по защите турецких властей, что бы они про них не сказали турецким властям, против них никакое уголовное дело не заводится. Но если им будет кто-то неугоден, вот этим двум личностям, Мавлади Удугу и Абу Хамзе, а также их сподручным, малейшее неповиновение или их, как сказать, отчуждение с их стороны по отношению к какому-то чеченоговорящему исламисту или муджахеду, турецкие службы сразу заводят уголовное дело и выдворяют из страны в сторону России всех тех чеченских так называемых исламских маджахедов и борцов за исламское, вот это вот за исламскую умму из чеченоговорящих чеченских вот этих вот маджахедов на территории Грузии. Но пока им выгодно, они их там оставляют на территории Грузии, понимаете? Турция тоже ведет двойную работу. С одной стороны, они их плодят на своей территории, с другой стороны, контролируют и работают с теми, которые им лояльны. Но те, которые к ним лояльны, может быть, возможно, турки не знают, они одновременно являются двойными, возможно, тройными агентами и работают одновременно на русских. Таким образом, у них контроль со всех сторон у русских. И со стороны вот этих так называемых исламистов-маджахедов, какими является Мансур Самашинский, который тесно сотрудничает с русскими спецслужбами. И со стороны вот этих Абу Хамза, который работает на Турцию, вот этот Мавлади Удуг, и который работает одновременно на Россию. Вот есть у вас что-нибудь добавить по поводу вот этих двух персонажей, Абу Хамзы и Мавлади Удугу?
Вот вам даем слово. Ну, Шейлам, ты добавишь первый или я добавлю? Давай ты более человек, который старше меня, имеешь опыт, участвовал в первых событиях там. Может, тебе будет. Ну, лично я и того, и другого никого из них не знаю, но голосно из рассказов Абу Хамзы, как он освобождался, бежал несколько раз из тюрем, это какие-то из ряда, я не знаю, сказок «Тысяча и одна ночь», голосно, что для меня, я не знаю, у меня, по крайней мере, и тех чеченцев, которые вместе со мной сидели в застенках, у нас таких никогда шансов не было. Нас, я не знаю, нас за 7 замками охраняли, и нам не довелось никому из нас убежать. Это да, точно. Да, Ну, хорошо. Да. я что добавил бы? К сожалению, этих ребят нет живых, да. Они были вместе с этой Абу Хамзой, с этим Файзулом, этим Салахаддином. Они там в Сирии создали там Катиб, Джейш Мухаджир валь Ансар, который фактически ходил там Имарат Кавказ, да, там. Что сказать? Много чего есть рассказывать, вот чем они занимались в Грузии, да, там. Которые, ну, как это говорят, там, ну, устраивали там междоусобицы, да, там, правда, брата Доки там еще тогда, пока еще ИГИЛ и вот этот Аль-Каида друг друга еще ну, между собой там стычку не устроили, да, там, тогда еще говорили, что он такой, ну, нехороший человек, что он, питан ли дому раском, это как это на русском будет? Создавали конфликты. Да, ну, конфликты вот такие, ну, и всякие там моменты создавали. Вот говорили тогда еще, да, там вот про его брата и все такое, да. Это не этот, это Абу Хамза, а еще... Сплетни запускали, всякие сплетни запускали. Да, сплетни и так далее. Касательно то, что Мансур сказал, что отправляли кого-то устранить и так далее. Мне лично вот этот мой покойный друг рассказывал, как про одного крымского татара рассказывал, который среди них находился. И как он убежал, взял с собой вместе оружие, ну, переметнулся к Доуле, да, и взял с собой яд, который предназначался для устранения от одного человека. Понимаете ли? Что еще было там? Ну, бандитизмом занимались, кстати. Их там взяли, задержали, посадили в этот Аль-Каида их там. Хотя и Имарат Кавказ тоже это Аль-Каида считается, но там были катибы. И вот самое главное, вот эта аль-каидская катиба, вот как называлась, Джабхат ан-Нусра ее там звали, да, и это сам, вот этот Джабхат ан-Нусра, их задержали, да, там, из-за похищения одного человека и так далее, то, что мне рассказывали, да. И то, что вот, я зачем это говорю, как их задержали, как их там пытали, да, там, для нашей молодежи, я вообще зачем сесть, разговаривать, да, я, честно сказать, забил на все, да, честно скажу, да, и стараюсь не пересекаться на какие-то темы, но это, как я сказал, это чисто для истории, да, пускай многие сделают себе вывод, да, и решают, да, кому верить или нет, да. Они, походу, похитили какого-то там человека, я уже не помню, это было давно, то, что мне рассказывал, и их держали заперти. Их там пытали, избивали, и они рассказывают, что там людей убивали. И он рассказывает, что там даже бывали такие моменты, что приводили семьи, когда допрашивали какого-то там воина Аллаха, да, там, приводили семьи, детей тоже. Были моменты, когда даже детей пытали, чтобы кто-то заговорил или еще что-то. Вот такие они были. Это Аль-Каида и воины Аллаха, да. Сейчас многие скажут, сейчас мода пошла ИГИЛ, да, там какие-то дураки до сих пор делают там боях в Багдаде, которые уже давно завалили, елки-палки, это вообще ненормально, да, там. И я слышал уже несколько лет уже, как его завалили, а есть дебилы, которые говорят, что они сделали боях в Багдаде. Ну, вообще красавчики, дебилы, реально. Чему я это говорил. И что хочу сказать, касательно бабок, да, которые подсел вот этот брат Доки, да, вот этот Мансур рассказывал, там была организация, которая помогала, Искандер или Инкандер, там вот так.
Я про эту организацию рассказывал. Вот это все вышестоящие чины, которые там вот у кормушки стояли, что они делали? Деньги, которые приходили к ним из Европы, из разных частей света, да, которые они собирали там во имя Аллаха, за освобождение страны и так далее, они просто распределяли между собой. Брали себе по несколько жен, делали обстановки и так далее. Это самое, воровали фактически, да, воровали деньги. И если если приходила какая-то семья, вот мне одна женщина лично рассказывала, которая обращалась туда, да, вот за помощью, они говорили, что они обращались вот просто неуважительно. Они фактически ее прогнали. Когда она сказала, вот у меня же сын это самое умер за вас, ну, помогите мне от такой ситуации. И они прогнали, еще такой недовольные были там, ну, это самое, багеч, овцуна, как это сказать на русском, уже забывает даже, да, вот, недовольные показывали там. Оскорбляли, нецензурно выражались. Ну, нецензурно они мне не сказали, но показывали, что не... Да, и это самое грубо себя вели, да, и в итоге сказали, что им не помогли, да, потому что это, кстати, благодаря вот этим моментам начали происходить события, когда я начал спрашивать, и когда это вышло, только тогда люди начали нет уже рот открывать. Ну, благодарны Мансуру, что хотя бы Мансур первый это сделал шаг, и сейчас вот мы видим, Шерлам это делает тоже, да, рассказывает все как есть, да, и вот тогда начал выясняться. И что хочу сказать касательно того брата Дока, да, это мухабалиста или мубахалиста, да, там, который назвал себя муджахидом, там, это, амиром, там, и всякое такое, да. Что происходит там? Массово начали там переходить в сторону Доулы, вот это ИГИЛа, террористического образования, и это самое... у него копейку, ну, финансы стали прекращаться приходить, да. И я помню, в Германии, там, в Берлине, везде били тревогу, у Доки там, брата, проблемы, у него бедного там все отправили, ну, отправил на пути Аллаха, он так плохо жил, такие слухи распускали, что у него семья чуть ли не останется там на улице. Ну, мне сказали, что у него несколько жен было, вот так мне сказали, да, там. И надо собирать, чтобы ему хату там нашли. И когда я это услышал, я сказал, пошел он, короче говоря. Так ему это и надо. Он это заслужил, потому что это уже после того, как Доулю переходили, и это я тогда сказал это слово, да. Что хочу еще сказать. Этот чувак, кстати, у него были такие моменты в Сирии, когда вот эти ребята рассказывали, да, там, уже, ну, видно было, теряет мотивацию уже полностью, истощенные вот эти политики, обманувшись, уехали там. Какие-то там, пропаганда лилась со всех сторон. В Ютубе это было просто открыто. Убитых тогда показывали там, всякие нашиды и отрубание бошек, что только не было в Ютубе, это все было доступно везде интернет. Сейчас везде это блокируют, да. И пропаганда лилась, да, там. Что самое интересное, Турция помогала туда переходить. Вот этот мой покойный друг рассказывал, что лично этот самый, то ли полковник, не помню его звание, он это самое, когда их встретили там на аэропорту, там, они сразу спросили, а вы в Турцию едете, вам помочь надо? Это самое. И им сказали, там, уже сказали, без проблем нету, вас не будут задерживать, вас спокойно проведут. И этот парень, он молодой пацан был, кстати, ему сколько-то, лет 16, что ли, был. Жалко парня, конечно. И это самое, он лично сказал, что человек высшим должностям лично проводил его до границы Сирии и передал вот этим Джейш Мухаджирин Валансар, которые руководили вот этот Докин брат и так далее, да. Турция в этом участвовала, тоже помогала переходить. Конечно, Россия тоже была рада, что радикалы из их страны там уходят, да, там. Тоже даже бывало так, что выдавали паспорта, и они знали, что они куда едут, и их просто массово отправляли, да, там. Они были вот спокойны, чтобы не уходили. Вот что странное, только вот европейские страны были как-то недовольны, что они едут там, террористами хотят стать, вовсю хотели их удерживать у себя там. Это вообще глупость, да. Когда другие страны хотят избавиться от террористов, да, или от радикалов, а Европа их старалась там сдерживать, да, у себя.
Ну да, депортировали, да, базару нету, были такие моменты. Ну, вели себя просто, ну, тупо, европейские спецслужбы, да. И что хочу сказать, были моменты, когда они брали трофеи, да, потом ихние вот амиры, вот это вышестоящие сказали, да, ребята, вы будете трофеи нам отдавать, и вы за это будете бабки получать, да. У них с одеждой было просто фигово, реально, вот и с одежды было фигово, у них совсем было фигово там, и с питанием сейчас они будут говорить, нет, у них все было хорошо, то и все, как бы там бабки не выделялись, ну, воровались реально там. Ели там, бывало так, что они ели там одну там макароны ели, да, там. Вот такие моменты были, просто макароны жрали, жрать нечего. Одежды были порваны, у них все было просто, ну, истощенное положение. Бабки туда шли просто массово, со всех стран. И именно в Сирию на тот момент все выделяют, там, как сейчас идет, срыв пластилин, ну, воровали все. От высшего до низшего каждый второй старался воровать и так далее, да. Был момент, вот мне один этот самый парень рассказывал из них, да, им какую-то посылку отправили с одеждой, да, и чтобы эту посылку получить, надо было заплатить несколько сотен евро. Ребята отправляли вот этим своим знакомым туда одежду, да, одежду всякое такое, да, там вот, чтобы они там носили, потому что у них там говорили, что все рвется, да, там условия были тяжелые. И что происходит, когда эти ихние там представители, которые занимались вот этим, как ее называть, там, пошел, это, ну, хадар-вадар, дайса ишлеш, которые смотрят там, да, смотрящие, или как там в Турции находились, и когда они узнавали, что за посылку, которую они отправляют, надо платить бабки, они этих ребят оставляли без одежды, лишь бы не заплатить этих проклятых, это самое, пару сотен евро, да, вот, им отправляли большие посылки, если бы эти посылки отправляли бы им лично, то они заплатили бы, но так как им надо было за эту посылку заплатить и плюс передать, и поэтому они не платили. Вот такие моменты были. Ребята, которые были, это самые, тоже опять нету в живых, да, рассказывали даже про этого Файзула, да, вот насколько его ненавидят, да, там, его там, да, что они, ну, вели себя просто ушло, да. Блин, ну, рассказывают, просто есть много, да, там, еще там были моменты, в Германии у них типа был представитель еще один какой-то, да, там, который бабки собирал. Везде он лез. Кто-то женится, там наша молодежь собирает. Он туда входит, да, ребята, надо собирать на фисабилилlah, там, понимаешь ли, собирает. Потом это сам туда идет, вот за бабками они бегали просто. Вот это был чисто бизнес, да. Потом у этого чувака машина появляется, это самое, бэшку покупает, то ли меняет машины. Я помню, один раз я пошел в нас пригласили покушать. И мы, молодежью, такие охришки тогда были, пошли у него дом. Смотрим, у него дома кинотеатр стоит. Заплатил, ну, на те времена несколько сотен евро. Я задаюсь вопросом, подожди, чувак не работает вообще нигде. Машина есть. Телефоны покупает по несколько штук айфоны. Те времена айфоны это вообще там дорогая услуга, да, там это 2013, 2014, 2012, те времена. А эти приходят к ребятам, которые в тот момент социалка была, ну, которую получали, она была очень мизерная, там сколько там, 200 евро, что ли, получали в Германии, потом это повысили, да, там. Ребята ходили в штрафах там, да, там, и как-то перебивались там, да. И они приходили последнее забирать у них. Надо отдать там. И потом приходили их проповедники, я помню, это самое рассказывали, это был тоже один представитель такой, который же рассказывал, один парень всю свою социалку отдал. Он такой хромой был, кстати. Умар его, походу, звали, если не ошибаюсь, да. Всю свою социалку отдавали. Один пришел, всю свою зарплату отдал. Ну, блин, если ты отдашь всю зарплату, социалку, то как этот человек будет жить, понимаете? Это такая фишка была, такая мулька. Приходили в мечети, это рассказывали, там, занимались этим. И что хочу сказать, вот чувак, который мы зашли, да, который нас пригласили покушать, а мы голодали, надо говорить как есть, да. Мы ребятами там голодали, потому что это даже проклятой социалки не хватало. Впервые оказались там в Европе, там, не знаем, что покупать, как себя вести, вообще не интегрированы, в ценах даже не разбирались вообще.
И бывало так, что нас, ребят, там в этом хайме, ну, это хайма, да, это лагерь там было, нам приходилось там друг у друга ходить, там кушать брать, или там в мечеть пойти что-то покушать. Это я говорю как есть, да, реально. Это те моменты были такие тяжелые, да. Ну и, конечно, были моменты, которые хорошие, я познакомился с ребятами там, да, хорошие времена, хорошие ребята были, которые реально показывали, что готовы друг друга выручить, да. Я старался как мог. Я помню момент один раз, я расскажу просто историю, если вы мне дадите время, да, поговорить. Помню один раз, у нас кушать было нечего абсолютно. И я пошел на подработку там, чуть-чуть подзаработал, а у нас кушать нечего, все уже озлобленные. Когда кушать нечего, злой бываешь. Были люди, кстати, воровали, которые воровали, занимались воровством и называли это джихадом. Я на тот момент, ну давайте расскажем этот момент, потом перейду на воровство, чем занимались, да. Я подработал там пару десяток там евро, и там был один русский, который продавал рыбу. У него огромные рыбы были, и такая жирная такая была, и бывало там 20 по 30 килограмм, и он дешево продавал там за 20 евро и так далее. И так как кушать не было, я покупаю эту рыбу, и последние деньги, я думал, у меня осталось там на самую дешевую такую картошку из турецкой, которая, ну, отвратительная была, но там много можно было купить. И я захожу этому парню, его уже нет в живых, очень был хороший парень, да, тоже уехал, умер. Я спрашиваю, брат, а где у нас нож, мне нужен нож. А он еще голодный, и он спрашивает, откуда мне можно знать, где нож, хотя он был в кухне, да, ну, реально были, тяжелая такая ситуация была у ребят, да, ребята, которые были с семьей, они ходили у себя кушать, да, потому что социалки реально не хватало, да, такие тяжелые моменты. Для одиночек было очень тяжело, у кого семьи это было легко, да, там. И это самое, я понял, что он злой, потому что я сам был такой злой, аппетит, и все растет, да, там, и я говорю, брат, я просто купил рыбу, я говорю, хотя мог бы тоже грубо сказать, почему ты грубишь, но он и старше меня был, да, и этого парня я уважал, он был очень хороший парень. Это был момент, когда он меня нагрубил, и то от голода, да. Я говорю, я рыбу купил, я вот подзаработал, я говорю, там, нашел подработку, и я смотрю, его глаза такие обрадованные, ох, рыба, что ли? Он говорит, давай, брат, сейчас почистим. Мы чистили, сидели, кушали эту рыбу. Это такой момент, который воспоминание такое, да, вот. Я вспоминаю, ну, хорошие были ребята, как бы что бы ни говорили, да, мы были просто, да, ребята, которые сами не подозревая нас обманывали в этой системе, да, используя, да, во имя арабской идеологии, да. Касательно воровства хотел сказать. Когда я приехал в Германию, я столкнулся с такими джамаатами, там вот интернационал джамаат был, мечеть была Фусилат, да, и там вот эти дагестанцы были тоже, вот эти джамааты, кстати, были, которые пропагандируют джихад, проповедником, потом, как выяснилось, если будет интересно, я могу рассказать про него коротко тоже, да, был дагестанцем, который назывался Мурат Атаев. Настоящее имя его был Гаджи Мурат Ханов. Он много людей вырвал и в Сирию, в Ирак, там, это самое, как и Йемен, кстати, тоже отправлял. На тот момент Акап, он занимался вербовкой, да, в этот отправил, как его там, Афганистан отправлял, он даже своего двоюродного брата отправил, настолько конченая была гнида, да. Его работа была лишь в том, он был работником, да, вот он должен был шпионажем заниматься и так далее, но он занимался результатами. Он вместо того, чтобы выявлять опасных элементов, он, наоборот, их радикализировал и таким образом делал себе такие, ну, это самые результаты. Но в итоге, конечно, это самое, он оказался в России, сейчас я не буду все рассказывать, как есть, в итоге его депортировали. И в итоге его депортируют. Все знают, что он был вербовщиком, что он отправил просто массово людей в Сирию. В одну Сирию он Доулю, да, не только в Доулю, но и Аль-Каиду, везде он отправил просто массово людей. Возвращается в Россию, сразу в кормушку пристал и становится помощником депутата. Понимаешь, машина у него хорошая, мальчик и так далее. Там. Ну, это Лина и Саша. И что хотел сказать? Про воровство хотел прийти. Этот чувак там начал рассказывать, там, воровать это экономический джихад, это кафир, и то, и все там, да. Блин, я человек, который не воровал в своей жизни, да.
И то, если воровал там лес, там соседний, там огород, там яблоки воровал, да, и дети с того двора к нам лезли, воровали яблоки, и мы у них воровали. Ну, такое детская игра, можно сказать, шалость была, да. И я сидел, слушал, да, и когда ты сидишь, и тем более ты мусульманин, ты реально такой верующий человек, и ты каждую новую информацию забиваешь, когда мозг тем более молодой, да, и все туда можно забить, да, тем более, когда касается религии твоей, которая для тебя святая. И я вижу, что там многие воруют реально, да, особенно дагестанцы воровали. И было там, ну, пару чеченцев тоже, которые воровали там вот такими бородами, машалла, и совершали амалию в этих магазинах, да, там, воровали, вот этим так и жили, да, там, воровство, да, там. Я же тогда понятия не имел, я только приехал в Европу и понять не могу, что там происходит. Сразу приехал, вижу там пропаганды джихада, открытые тут это самые экстремисты ходят там, везде все, флаги, которые вообще даже я в жизни не видел у себя в стране, да, в Чечне, вот эти черные флаги, там их открыто размахивали, и мне было интересно, ничего себе, исламский флаг, тоже старался брать в руки, размахивать ее тоже, да, там прямо вот радовался, наконец этот флажок мне попался. Ну, юный дурак был, да, мозгов не было, можно сказать, да, мозги-то были, но засорил себе их ненужной там дрянью. И что происходит? Вижу там, ну, пару чеченцев тоже там ворует. Они говорят, брат, это, я спрашиваю, я говорю, я в жизни не воровал, и то все. Они говорят, брат, это же кафиры, и надо, это все, это экономический джихад. А ты знаешь, что здесь есть братья, которые воруют, потом продают там, вещи воруют и так далее, и отправляют на это самое братьям на помощь и так далее, тем, которые сидят в тюрьмах и так далее. Ну, это самое, они говорят, мне чисто вот стало интересно, каково это воровать. Я человек, который даже не знал, как воровать, просто для прикола взял шапочку какую-то, да, и тут же меня схватили, и это все такое. Я просто говорю, как есть, ребят, как это было, да. И я плюс такой радикальный, полиция приехала, меня на ручку посадили, я кричу, вы кафиры, вы такие, вы сякие. Реально такой. Сейчас я сейчас себя вспоминаю, и думаю, какой же ты был дурак. Вот со стороны смотрю, как конкретно на, отдолбанного чувака, да. Были такие моменты, вот, я на свое перехожу, хотя у нас тема была этих, да, но моя жизнь тоже история такая, да. Были моменты, я людей просто задолбался своими дааватами, да, вот каждый втором даават, ислам. Я видел людей, когда я шел, я их настолько задолбал дааватами, видя меня, они сворачивали, хотя они шли мне вот напротив, сворачивали, кого-то меня не видят, и уходили. Были моменты, когда они шли по пути, когда, видя меня, чтобы со мной не столкнуться с моими дааватами, которые я задолбал сел, да, они выжидали в углу, я видел, как они это делали, да, такое было. Ну, что хочу сказать, да, вот эти чуваки, да, был момент такой воровства, и призывы были, да, и знали, кстати, вот эти имаратовцы знали, что воруют, да, и, кстати, приходили, говорят, раз вы бомбите вот это самое магазины, и так и говорили это по своему жаргону, бомбить магазины, да, надо выделять там деньги, какие-то проценты там отправить там. Были такие, которые воровали, да, и всегда попадались полиция, да, и все отдавали, да, реально такие, наивных тоже было, да, проходили. Ну, я что хочу сказать, это был побочный эффект ислама, который, на меня повлияло, да. Дурдом, конечно, сейчас вспоминать самому как-то, смотрю со стороны себя и думаю, какой же ты был, ненормальным чуваком, реально обдолбанным, аллаханутым таким. И что хочу сказать, они говорили, то, что воруете, отправляйте, то, что хотите делать, то все там. Одним словом, надо было им бабки отправить, да, а я как только приехал, только и оказался в этих джамаатах, как и мусульманин, и то получилось так, что мне надо было помолиться, так как я молился, и в тот же день, как приехал, я оказался самым таким обдолбанным в мечети. Ты первый раз в Германии, там, мечети не знаешь и так далее. Там долго это не продолжалось, я с ними в конфликт вошел, я увидел, что они там одно говорят, но противоречит там, лицемерие видел, да, в исламе, то, что они делают, лицемерие и так далее, там. Потом мне ребята начали рассказывать, там, что они длительное время, что они призывают, что надо уехать, и то, и все, но сами они не едут ни в какую, да, там, там целая длинная история была, да, вот.
И у меня конфликт с ними произошел тоже. Я видел лицемерие в них, которое они делали. Я видел, как они лицемерят, когда они, им выгодно было, да, они кому угодно было, они были готовы лизать, да, там, хоть кафиру, хоть не кафиру, вот кому угодно, да, вот такие были лицемеры. И что хочу сказать про касательно этого Добкина брата, да. В итоге у него кормушка закончилась, приходит ИГИЛ и все прощай, да. И вы на этих аудио, на этом документальном фильме тоже, который Мансур записал, да, и тоже видите, что он рассказывает, такое реально было. Бабки реально себе там, как сказать, гребли ребята, как могли. Ставили там несколько себе там наивных там дурачков, называя их представителем Добки. А эти ребята даже не знают, они в жизни Добку не видали, они знать не знают, они просто тоже обдолбанные были там исламом, да, им забили в мозг это все, этим ребятам, да, реально думали, что они представители, вот ты будешь представителем Берлина, потом выясняется, сталкиваются, а там еще есть представитель, как это так представитель, они задавались вопросом, подожди, ты тоже, что ли, представитель? У них каждый, кто собирал бабки, это были представителями, понимаешь? Ну, вот такие там дела были там касательно длинные есть истории, там, рассказы, да, там, что только не происходило. Ну, в итоге брат Доки присел на миль, шиковал себе нормально там, писал свои эти писюлки в интернете. Сейчас и это ему не помогает, там, понимаешь, все у них сейчас сломана система. И вот брат Доки решил примазаться к Украине, объявил себя амиром Имарат Кавказа, там, муджахидов, Имарат какой-то там, ну, не знаю, Кавказа там. Вот так себе там называл, Мубахалу кидал он. Вспомнил, да. Что хочу сказать, те ребята, которые были в этом серии, да, на тот момент мы контактировали, имели контакт так как друзья, да. Что происходит? Этот брат Докин отправляет этих ребят в Украину из Сирии. Воевать за кафиров. Вы можете себе представить? Ну, потом этот ГУР сказал им, ребята, давайте валите отсюда, либо мы вас сейчас передадим России и так далее. И им, короче, пришлось свалить из Украины, одним словом, да. Ну, вот подумайте, пожалуйста, вот если бы там выгоды не было бы, война это выгода, реально, боевики нужны, кто бы что бы ни говорил, наемники нужны. Я вот с момента, как начали происходить эти моменты Украины, смотрю, анализирую, я начал понимать, вот любой, вот каждый из вас, ребята, сможет стать вот таким каким-то представителем, каким-то командиром. Просто вам надо здесь заниматься пропагандой. Они говорят, что вот этот ОБОН, да, не знаю, назвали таким ОБОНом, да, там особых назначений, я не знаю, какие они там спецоперации проводят, да. По закону интернационального батальона нельзя вообще людей с плохим прошлым туда внести. Я читал законы. Туда уголовников нельзя вводить, там, туда нельзя кого попало, там, понимаешь? Тем более не говоря о тех, на которые там висела статья терроризм. Просто в данный момент идут бабки. И мы знаем, что в данный момент Украина, там, этот Зеленский, ГУР, они все делают бабки. Вот и все. И брат Доки решил подмазаться. Все, я сейчас Мубахалю сделаю ему и так далее там. А потом это видео, которое я, вытащил из своей флешки, закинул, и этот Закаевский начал ему предъявлять. Он тут присел, начал говорить, нет, это не так, то и все. Понимаете, ребята? Просто обманывает ребят. Кидает на убой просто-напросто. И мне жалко, реально. Вот я рассказывал про своих друзей, да, они были очень хорошие ребята, они просто реально верили в это искренне. И я верил в это все, хотя я сам не был ни в Сирии, нигде в этом не был, да, там. Но я знал этих ребят, но у меня убеждения были такие же, да. Мне повезло туда не попасть, благодаря моей бывшей жене, что она пошла в полицию, сообщила, что я собираюсь уехать. У меня паспорта забрали, у меня спецоперация произошла, и все такое, да, там, все забрали. Закупился себе, был тоже дураком обдолбанным, да. И слава богу, я благодарен своей бывшей жене, что она так сделала. Если бы она так не сделала бы, то я бы просто умер бы за какую-то арабскую идеологию, которую на тот момент я сам даже знать не знал. Просто, ребята, подумайте, почему я сказал, если вы мне не верите, вы тоже сможете, пойдите в посольство
украинское. Скажите, я вот хочу создать подразделение и так далее, я буду вам там боевиков там делать, то и все, да, и это самое, ну, как бы, и за это тоже хотел бы плату. Поверьте, вы получите плату, это очень хороший бизнес. Вы что думаете, люди, которые во имя Аллаха готовы что-то делать, там будут за кафиру воевать? Да он этот Ширлам рассказывал, как они там говорили, ученые разошлись во мнении, это война наша, не наша там. Нет, они просто там, ну, поехали, кто-то поехал из-за того, что был там в розыске, кому-то там бабки нужны были там, чтобы рубить бабки там, да, кого-то там безвыходное положение туда поехал, потому что когда-то он ввязался в это дело, в это политические интриги исламские, да, арабские, и оказались там. Многие, возможно, там знают, что происходит и что происходило в этих имаратовских движениях и так далее. Ну, просто зная свою ситуацию, что, возможно, им там навредят там, да, и в Турции навредят, и где-то в Украине навредят. Возможно, из-за этого они молчат, да, или вообще не хотят там проблем себе создавать дома и так далее, да. Устали. Я вот лично знакомился, да, вот через Телеграм с ребятами, которые когда-то в Чечне в горах бегали, да, но это молодежь была, да, молодежь. Они мне скидывали тогда еще фотографии, это было где-то, ну, 2017, да. Эти ребята были уже истощены этой политикой. Они даже намекали, что это самое, что им уже плевать, там, кто кадыровец, не кадыровец, что уже надоели им эти интриги, да, там, настолько были уже истощенные ребята всей этой политикой, да, там. Видят, что здесь их подставляют, там их подставляют, везде их подставляют там. Вот такие дела, да. Так что, ребята, делать вам все, что хотите делать. Но, пожалуйста, вот ваши террористические убеждения на территории Европы или там Запада, там, Соединенных Штатов, не надо рассказывать от имени моего народа. Говорите от имени ислама, там, говорите, что вы арабы, там, понимаете ли. Вы можете подмазать себя самой высшей нацией исламской умы. Ведь все ученые, там, шейху Ислам Ибн Таймия, все они сказали, что арабы – это высшая нация. Вот тут, пожалуйста, не надо заниматься. Хотите сри пластилин кричать, да, там, говорить, что вы там евреям покажете. Евреи вас зовут, говорят, приезжайте, мы вас запустим в Газу, и они вас запустят, да. И дальше будете там разбираться. Вот и все. А те, которые еще там романтикой это занимаются, романтикой джихада, романтикой халифата, ребята, вы ошибаетесь, поверьте мне. У вас не будет у вас ничего. Вы просто заставите свою мать плакать, которая вас воспитала. И я вам вот что я скажу еще тогда. Когда у одного парня, когда у одной женщины сын умер, и она осталась ни с чем. Это был его единственный сын. Его кормили, мать была больная. Когда просила помощь, здесь я помню европейские вот эти ахишки, я сказал, ребята, там есть женщина, давайте ей поможем. Знаете, что они сказали? Ой, как они задолбали. Просит, пускай берут долг у людей. Или приезжать в Европу, там, да. Реально, женщина хотела приехать в Европу, у него уже кормилец ушел на войну, да, вот в Сирию, да, ушел. Поверил какой-то там сказочный халифат, да. И мать осталась одна. Никто за ней не ухаживает там уже. Я говорю, давайте поможем. Никто не захотел ей помочь. А те, которые я сказал, вот обратился, сказал, давайте, ребят, поможем, да, вот эти, к которым я обратился, когда им надо было привести там свою целую семью, там, своих каких-то родственников непонятно каких, которые не являются ни мама, ни папа, но дяди, там, двоюродные братья, они везде трубили, давайте, это же на пути Аллаха, на пути Аллаха. Я знаете, что сказал? Я вот, это было тот момент, когда у меня была спецоперация в Коте, я им тогда сказал, слава Богу, что мне не надо оставить на попечение и поверить таким, как вы. Да, слава Богу, что я туда даже не попал. Я сейчас рад, я сказал, что туда не попал. Я сейчас вижу ваше лицемерие. Вы, ребята, как бы вам худо, как бы что бы не было, работайте для своих родителей, делайте что-то такое, развивайтесь, стройте свою карьеру. Вас что, мать родила, что ли, просто так, что вы там родились из-за какой-то арабской идеи, что ли, погибали? Уже хватит, ну, блин, мы уже друг друга убиваем. У меня, например, когда у меня в Чечне вот, бывали так, что меня там забирали, что я ваххабит и так далее, там, ну, я реально тогда был ваххабитом, да,
это сам, Хамис носил вот это длинную арабскую вот эту юбку, да, вот, которую сейчас я презираю. Меня когда забирали и так далее, что хотел сказать, блин, ну ладно, ушло просто много чего есть, ребята, Когда просто рассказывать, да. забирали, что в Чечне у вас проблемы были, арабская юбка Хамис. Да, я чему-то вел эту тему, да, когда это все Вы происходило, да. зачаровались в религии Аллаха и в Аллахе. Не, это произошло уже позже, в 2018-м. Это. И то я искал пути, чтобы не выйти из ислама, да. Хорошо, что вы туда не попали, и что надеяться на них нельзя, они не помогут вашей семье. Да, сейчас помню, да. Даже когда меня забирали там и так далее, когда у меня были такие ваххабитские убеждения, да, вот бывали моменты, я стоял под дождем и, ну, на дороге там, ну, это самое, голосовал, что подвезли. И бывало так, вот, какое бы у меня не было убеждение, меня полицейский подсаживал себе машину. Ну, я всегда любил садиться сзади, не знаю, мне это очень комфортное место, вот всегда люблю сзади, спереди мне как-то некомфортно. Я садился сзади, видел полицейского, а у него сзади автомат. Какой бы я ни был ваххабитом, какой бы я не считал, что это джихад, это хорошо, то все, мне просто было подло взять его убить, этого человека, да, даже вот когда думал, что это правильно, это все, да, там. Хотя, надо признать, были вот ребята, которые работали и по уставу, да, и там, ну, полностью вели себя по уставу, да, такие тоже есть, да. И что хочу сказать, мне было западло. И когда меня вот последний момент, когда я уже уходил, когда там забирали там и все такое, я знаете, почему оттуда ушел? Я видел, что наш народ друг друга убивает. Я знал, что если я кому-то что-то сейчас наврежу там, с ножом нападу или еще что-то, что это плоды дадут только больше раздора. Я просто сказал, хорошо, прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, да, и все, ушел оттуда, чтобы между нашим народом не было раскола. Я всю свою жизнь остерегался вот это столкновение с нашим народом, чтобы это не было, потому что я видел, что нас поссорили, сейчас мы друг друга мочим, которой истории даже нету, друг друга обвиняем в неверии за какую-то арабскую идеологию. И я не знаю, вот, вы задавались хотя бы вопросом, ради чего вы живете, хотя бы живите ради своих родных, да, там, нагибайте свою спину, работайте хоть на стройке, хоть кому-то помочь, ладно, жениться вы не можете, или там зарабатывайте, чтобы свою семью создать, не с бухты-барахты, да, чтобы дома кормить там нечем было, да, собирайте имущество, ставьте себе цель, мать вас, например, там, за вами ухаживала, там, кто родитель, это, знаете, я сам являюсь родителем, да, вот я вижу, вот как надо, ну, как это тяжело ухаживать за детьми, да, хотя бы ради них, да, там, не портить свою жизнь, да, там, но многие свою жизнь просто-напросто там взяли и испортили, некоторые его там отправили под землю, там, да, никчемную, да. Наша нация должна найти между собой какой-то компромисс, там, перестать вот этим дурдомом заниматься друг друга, понимаете, вот хотя бы мне вот, я не знаю, вот я такой, какой есть откровен, да, вот собрались бы вот эти люди, которые называют себя лидерами, президентами, сказали, ребят, давайте закончим черт подери это раз и навсегда, хотя бы раз давайте соберемся, это сделаем. Мне от этого нифига нету, ребята, я живу в Европе, я отсюда никогда не уеду, потому что у меня тут дети, у меня семья, я для себя принял решение. Я не хочу туда возвращаться. Но это было бы очень просто прекрасно бы, чтобы люди просто все наша нация сказала бы, простила бы обиды, ненависти. И у нас чисто было бы на национальной основе, да, там, простить. И чтобы мы могли жить у себя на родине и так далее, там. Ну, то, что я вижу, да, видя всю эту ситуацию, блин, ну, я не верю, да, что что-то когда-то будет. Мы говорим о какой-то независимости. О каком независимости, о какой свободе мы говорим? Мы проживаем в Европе, которая является свободной, демократичной, которая тебе дают делать намаз, хоть не делай намаз, хоть что угодно, будь какой хочешь ориентации. Даже тут мы не свободные, мы никакие независимые, и никакой у нас тут дружбы нету. О каком мы говорим там? Я просто вот, помню еще год назад, что ли, некоторые люди, которые называли себя демократами, да, сидят и рассказывают, да, первый момент, когда там будут там
да, там будет происходить кровные месть и так далее. Я говорю, ребят, вы о чем говорите? И при этом вы топите за демократию. Если даже вот удастся взять власть, нам надо будет простить всех. Кого вот, да, и реально есть преступления, их надо будет садить в тюрьму, да и то надо сделать так, чтобы мы пришли к человечности, как норвежцы, чтобы у них условия были как норвежские, какой бы он ни был преступник, елки-палки. А иначе, даже вот скажем, да, вот даже если убийца был, да, убивал там просто сотню людей, там, беспределом занимался. Если его даже отца убивать, у него же дети есть. А для любого ребенка его родитель, он дорогой. Какой бы он плохой не был, как бы он не был плохой, но он его отец, и он будет за него мстить из-за того, что у нас такой менталитет, и плюс этот ислам, черт подери. Понимаете? И это будет война бесконечности, которая не будет прекращаться. Но я вижу, что никому это не выгодно, никто не хочет этим заниматься. Каждый хочет, чтобы это было на своем условии. Просто пускай верит человек все, что хочет. Просто призовите к миру и простить друг друга. Да. И обиды, и все, да. Мне вы ничего от этого хорошего не делаете. Но у меня за вас сердце болит. Что вы здесь фигней страдаете здесь на территории Европы, что нашу нацию называют террористами и так далее. Здесь уже нас называют. И там делают, там, и здесь, там, везде. Мы, короче, самые такие конченые. Понимаете ли? И сейчас вот мы видим, заходят сюда вот эти из Украины, называют, что мы обоссанные. Понимаете ли? Эти едут туда воевать, а их называют обоссанными. Те едут воевать за них, и те их обвинять. Украинская сторона говорит, что вот чеченцы такие-сякие, вот они виноваты, там, задвухсотились, там, это самое, у нас там бензобак взорвался, они радуются этим. Там на стороне России делают так, что во всем в этом войне вот между Украиной и Россией, что виноваты там чеченцы, которые воюют за Россию. Как будто это чеченцы начали эту войну. Сейчас везде хотят чеченцы показать худшую сторону. И знаете, почему это не делают? Они знают, что между нами нету единства, что мы фигней страдаем. И они знают, что можно над нами делать все, что угодно и как угодно. А если бы вы показали бы себя лучшую сторону, сказали бы fuck war, да, черту война, оставили бы к черту это оружие, занялись бы там полезными вещами, хоть стройку пошел бы, учебы и так далее, послали бы оружие, сказали, нет, мы не будем воевать больше. И примирились бы между собой, то никакого повода вам не дали бы, ребята. И на вас что-то сказать не было бы, ребята. Но это будет продолжаться. И это бесконечно. И у меня надежды нету, что у нас что-то будет. Что у нас какая-то независимость будет. Даже если будет, знаете, что будет? После того, как Первая война закончилась, делили там дележки, делили там между собой там территории, там убивали, похищали, даже женщин там убивали. Были такие моменты. Шерлам же рассказывает, похищали девушку. Когда Бараев, вот помню, там был момент, когда там девушку из Москвы, бизнесмена, обманули, сказали жениться на тебе, типа крадут, когда у нас раньше крали девушек, типа ее украли, приводят, сажают ее в тюрьму Бараеву и просят за нее бабки. О чем говорю? У нас то же самое будет происходить. У нас народ реально тупой. Вот хотите, обижайтесь или нет. Вы говорите, мы же умная нация. У нас есть умные люди, но мы не вся нация умная. И от человечности мы отошли, к сожалению. Хотите, воспринимайте как угодно. Хотите, меня ненавидите. Но это факт. И это мы видим на лицо сегодня. Бях кумбилыш, что так эмоционально было. Просто уже... У меня сердце болит, реально, да. Хотя вы... Я с вами уже большинство не контактирую, но все равно у меня за вас болит сердце. Я из вас, понимаете ли, вы как-никак мои родственники. Я всегда говорил, мы не нация, мы семья. Для других народов мы нация. Но между собой мы все должны быть семьей. Вот так я говорю. Я был патриотом своей страны, я был патриотом своей нации. Чтобы просто хотя бы, даже вот этот, если были такие какие-то менты, которые хотели делать результат, чисто из-за того, что он был из моего народа, чтобы не было вот этой междоусобиц в кровном месте, я не решался что-либо плохое делать по отношению к моему человеку, по моей нации, какой бы он кончен не был. Вот так вот. Решать вам самим, короче говоря. Я знаю, все, что я говорю, это у меня
крик души, это боль души, что я переживаю. Ну, вам наплевать. Вам наплевать. Вам не то, что наплевать на нацию, вам, я говорю, вам быдло, которое большинство есть, да, которые рвутся кого-то убивать, там, сплетни и все такое. Да вам на себя наплевать даже. Вы всех ненавидите, вы себя ненавидите, свою жизнь ненавидите. Вместо того, чтобы взять ответственность в свои руки и исправить что-то, или хотя бы стараться исправить, вы ищете крайнего, или на кого-то там оскорбить его, или ему что-то сказать, или навредить там, понимаете ли. Ваша жизнь, ребята, вот так вот, понимаете ли. Поэтому я себя больше не называю ни чеченцем, ни нохчу, я себя более древний именно называю нахом, чтобы меня с вами не путали и не связывали. Вот так вот. Так мне легче. Когда вы исправитесь, когда вы будете единым народом, я хоть буду вот кем угодно, хоть, если вы будете себя называть папуасами, да, и вы будете единым народом, сплоченным, там, да, вот реально мыслящие, разумные людьми, и вы решите сказать, что вы папуасы, тогда я к вам приду и скажу, я тоже папуас такой же, как и вы. Но до тех пор нет, я не из вас, я не чеченец, я не нохчу, хотя я из вас, да. Но по названию даже я так не хочу себя путать. И исторически мы видели, как мы разделялись, как мы откалывались, там, как ингуши откололись, назвали себя этим, там эти бацпицы были ушлены там за то, что они не хотели принять ислам, стали как отдельные народы бацпицы, там кистинцы и так далее, там, понимаете. И у нас такое идет. И это происходит именно вот это из-за этого ислама, да. И плюс из-за вашей тупости, да. Все, закончил. Прошу прощения, что так эмоционально было. Просто накипело все. Все, ладно, ничего страшного. Мы дали вам выговориться, чтобы вы все-таки имели возможность. Мы вернемся к Турции. Шерлам, у вас есть что добавить? Нет пока. Вот, тогда возвращаем. Турция. Там, как мы только что сказали, Абу Хамза, Абдаллах есть мулла, который сейчас в Норвегии. Есть Мавла Дилдугов. Ну, вся эта братья российские спецслужбы. Чеченоговорящие, бородатые русские православные джихадисты. Они, как мы знаем, Россия, выдавая паспорта в преддверии Олимпийских игр в Сочи, выдавала загранпаспорта чеченским гражданам оккупированной Чеченской республики с исламистскими наклонностями, сильно проповедовали идеи джихада на территории Сирии в то время и высылали их через Турцию, а Турция их принимала и давала им свободно выехать на территорию Сирии. Таким образом, у нас появились такие маджахеды, Хабаб, Хубаб, вот этот вот шейх Мансур, вот этот вот Мансур Самашкинский, вот эти все вот эти вот деятели, вот эти джихадисты, амиры, которые впоследствии совместно с русскими спецслужбами, ФСБ, турецкими спецслужбами, а также ГУРом Украины, были благополучно переправлены на территорию Украины. Им выдавали украинские паспорта, и они благополучно перебрались на территорию Украины. Сам Мансур Самашкинский в своем видео об этом говорит. Это говорит о том, что Турция сотрудничает с Россией, и когда ей это выгодно. И она ведет двойную, может быть, даже тройную игру, одновременно работая с Западом, работая с Русней, хотя шантажируя ее вот этим исламским фактором, но и одновременно она защищает свои интересы в Сирии. А Россия манипулирует, как им кажется, Турцией, угрожая им вот этими нашими чеченскими так называемыми бородатыми маджахедами, пугая их тем, что они могут какой-то подорвать внутреннюю их стабильность и тем, что они находятся на территории Сирии. Все ведут выгодную для себя игру и используют для этих целей ислам, религию ислам, вот эти вот джихадистские идеи джихада. Так, мы это все разобрали. Вы поняли, что Россия, Турция, они сотрудничают. Украина тоже так же. Несмотря на то, что ведется война, и Россия напала на Украину. Все-таки их спецслужба является филиалом ФСБ, ГРУ и СВР. Это уже точно доказано. В этом нет никакого сомнения, потому что сам Мансур Самашкинский говорит, нам выдали украинские документы, и мы прибыли на территорию Украины для того, чтобы, как они говорят, вести псевдовойну против России. На самом деле, очернять наш имидж чеченский, показывать этих вот чеченцев бородатыми маджахедами с территории Украины. А как мы уже не раз заявляли, украинское государство должно выдворять всех людей, которые не состоят в вооруженных силах подконтрольной официальной вооруженных группировках,
подконтрольны официальным властям Украины. Все то, что не подконтрольно официальным властям Украины, является незаконными вооруженными формированиями на территории независимого суверенного государства Украины. Под каким бы соусом они там не выступали, под каким бы флагом они там не выступали, они должны быть подконтрольны официальной централизованной украинской власти. А ГУР распространяет, который является филиалом ФСБ, насаждает, распространяет и плодит на территории Украины всех этих русских православных ахлюсунна муджахедов, джихадистов. Это факт, это мы видим сегодня. Они подрывают наш имидж. Таким образом, весь цивилизованный мир отворачивается от чеченцев, потому что имидж чеченцев – это бородатые, кровожадные, вооруженные до зубов чеченцы, которые кричат «Аллаху Акбар» и со стороны России, и со стороны Украины. И всегда у них идея джихада. Они всегда кричат «Аллаху Акбар», они хотят убивать неверных, кафиров, и хотят попасть в рай. Весь мир это видит. Понимаете? Это мир цивилизованный, тем более западные спецслужбы, все это видят. И это очень важно донести. И мы заявляем, что это не в интересах и невыгодно чеченской нации. Так, возвращаясь, с Турцией мы разобрались, там сидит этот Абу Хамза еще, там же сидит Удугов и другие вот эти вот подконтрольные России исламские проповедники, деятели, которых Россия не запрашивает для передачи именно российскому так называемому неправосудию. А Турция их там держит, покрывает и является рассадником, тоже филиалом русского терроризма, состоящего из чеченоговорящих мусульманских, исламских маджахедов, бандитов, террористов, маньяков, убийц, которых плодит Россия совместно с Турцией. Возвращаемся к Украине. В Украине мы тоже разобрались. ОБОН, полк какой-то там, батальон имени Джихара Дудаева, вот этот вот полк, батальон шейха Мансура и другие все вот эти исламистские группировки, которые там расплодила Украина по указке и указу из Кремля, России и ФСБ. С ними тоже мы разобрались. А Закаев, как мы говорили раньше, является агентом России. Картина вырисовывается такая вот, если мы анализируем. Во время Второй русско-чеченской войны, когда Россия вероломно напала на Чеченскую республику, Мавлад Удугов убежал в Турцию и попал под покровительство Турции, но одновременно сотрудничая с Россией. А Закаева, более-менее цивилизованно, который не был замечен в исламистских таких вот лозунгах, но который тесно сотрудничал с Мавлади Удуговым, и который по указу Масхадова занимался каким-то шариатским правом для того, чтобы сменить Конституцию Чеченской Республики от 1992 года. Был аккуратно через Грузию заслан под покровительство в то время агента Русни, который находился в бегах, но бывший секретарь Совета Безопасности, а как мы знаем, бывших не бывает, Бориса Березовского в Лондон. Он прилетает в Лондон, и там его берут под опеку русские вот эти вот агенты, засланные в то время Борис Березовский, там Бадри Патрцашвили и другие вот эти все Литвиненко, как мы знаем, ФСБшников бывших не бывает. А к этому подключается, может быть, вслепую, а может быть, зная об этом, британская актриса Ванесса Редгрейв. Вот эти мы все помним эти съемки, видеосъемки перед зданием английского суда, где Ванесса Редгрейв говорит, это артист, он никакой не исламист, он не террорист, надо его принять. И таким образом британское правосудие выдает вид на жительство и берет под опеку русского агента Ахмеда Закаева, который распространяет, и мы это сегодня видим на каждом выступлении, везде и с тех пор, он всегда говорит, мы будем за шариат. Он говорит, мы за шариат. По-чеченски он всегда говорит, ох, шарк даватурду, нох чумахка. Хо Аллах ардуль муджаишду, муджаиш сиде гардац, хо Аллах нетях, вай дахилган бол, вежи, инца дахилган берше бош. Иштхамял дешуис. И все вокруг него, которые собираются, люди, которых он собирает, все они джихадисты. Они мусульманские джихадисты. Но это не мусульманские джихадисты, которые работают на выгоду для чеченской нации. Это те мусульманские джихадисты, которые работают выгодно для России в стороне. Они проповедуют идеи исламского джихада, мусульманские идеи, тем самым отворачивая от нас этот западный мир и западную помощь, в которой мы нуждаемся. Нам не нужен исламский мир, нам не нужны исламские джихадистские идеи.
Они нам вредны, они нам враждебны, они нас уничтожают. Но несмотря на это, вот этот вот Ахмед Закаев со своими вот этими сподвижниками, вот этими его сподручными, такими же деятелями, как Джамбулат Сулейманов, который типа работает в разные стороны, но одни, конечно, другие вот эти вот блогеры все, тузики и другие, как мы видим, они все работают на одну контору. Может быть, у них кураторы и отделы разные, но идея одна. Очернить чеченскую нацию в глазах мирового западного цивилизованного мира, представить нас бородатыми, кровожадными, стремящимся умереть на каком-то мнимом пути Аллаха и попасть в рай, джихадистами, которые хотят воевать против неверных. И эта идеология привела нас к чему? К тому, что в Париже, во Франции один чеченоговорящий мусульманин, у которого были задурманенные мозги, взял, отрезал голову учителю. Это мы осуждаем. Это просто для чеченской нации это недопустимо. Был взрыв до этого в Бостоне, в Соединенных Штатах Америки. И другие такие инциденты, где замешаны чеченоговорящие чеченцы, но мусульмане, русские мусульмане, которые защищают идеи русского ислама. Потому что ислам навязывается чеченцам на территории оккупированной Чечни, строятся мечети. Почему мы все это говорим? Чтобы картина вырисовывалась и выяснялась. Так вот, из Турции есть такой мулла Абдуллах. И мы призываем всех, настоятельно просим всех, пожалуйста, посмотрите это видео Мансура Самашкинского. Там есть некоторые вставки, которые он делает, видео-вставки, где он делает подтверждение своим словам. Там на одном видео есть такой мулла Абдуллах, который на данный момент находится в Норвегии и выкупает какую-то мечеть за 15 миллионов крон. Почему мы говорим о нем? И в таком же мулле Басхан из Ниццы, и другие муллы. Чтобы люди понимали, что этим людям верить нельзя, что они работают на Россию. Это агенты Русни, агенты России. Это исламские террористы, которых закидывает Россия. Они приезжают сюда, на территорию Запада, тем самым проповедуют идеи ислама. Таким образом, как мы видим, мы понимаем, что чеченская нация стала заложником России во всех ее сферах, во всех ее формах. Куда они кинутся, чеченцы, заранее уже заброшены агенты Русни. Такие как муллы. Поедешь в Турцию, там сидят муллы, которым покровительствует Турция, и одновременно работают на Россию со своими исламскими идеями. Поедешь в Украину, там уже сидят вот эти вот исламские бойцы, амиры, маджахеды, муджайды. Хочешь, не хочешь, ты попадаешь в сети, в капкан русского ислама, русского джихада исламского. Приезжаешь в Западную Европу, Америку или куда-то в другие страны, там сидят в этих мечетях Басханы, Абдуллахи и другие Абдуллахи, муллы. Тут же Закаев Ахмад сидит со своими идеями джихада, но который псевдоборец против России. Тут же Джамбулат Сулейманов, тут же Тузик Абдурахманов со своим братом, потом этот Вайфонд, потом есть эти Янгулбаевы, которые за нами еще приехали. И как мы видим, вырисовывается четкая картина, что Россия везде закинула свои щупальца посредством религии ислам. И куда бы ни кинулся простой чеченский гражданин женского или мужского пола, он по-любому попадает под эти сети. Потому что навязываются через Чечню, через Россию, через Турцию, через западных своих вот этих вот спящих агентов МУ и так называемых псевдополитических деятелей, все время идеи ислама джихада, тем самым отводя нашу национально-освободительную идею от ее цели, настоящей, первоначальной и конечной. Национально-освободительное освобождение, борьба чеченская, многовековая борьба чеченской нации за свою свободу, за свое государство. Заменяя это все идеями ислама, идеями чуждыми нам, идеями арабского ислама, идеями Аллаха, пророка Мухаммада, джихада и всем этим мракобесием, выдуманными этими сказками. Поэтому мы призываем убедительно всех наших чеченских граждан, пожалуйста, делайте правильные выводы, наблюдайте, слушайте, анализируйте. Перестаньте слушать этих русских мул, этих ФСБшных мул, которые сидят в странах Запада, мечетях, которые выкупают эти мечети, такие как этот Абдаллах, который выкупает эту мечеть в Норвегии за 15 миллионов крон. Такого же муллы, проповедника мерзавца Басхана, который выдает наших чеченских девушек за иностранцев, оправдывая это идеями ислама, развращает нашу подрастающую молодежь. Перестаньте ходить на встречу с этим мерзавцем Ахмедом Закаевым, подлым мерзким агентом ФСБ.
которые, говоря одно другим обывателям не чеченской национальности. На чеченском языке всегда призывают к джихаду, к шариату, к войне до конца, и чтобы мы попали к бурям. Восхваляет идеи русского исламского джихада. Нам это все чудо. Перестаньте слушать этих Джамбулатов Сулеймановых. Просто мы призываем наших чеченцев и тех, которые находятся на территории оккупированной Чеченской Республики. Пожалуйста, мы вас просто умоляем. Перестаньте верить в это мракобесие. Оставьте этих людей. Не слушайте их. Анализируйте, рассуждайте, думайте своей головой. Пожалуйста, мы вас просим. Станьте свободными, освободитесь от этого мрака. Нам не нужен этот арабский ислам. Нам не нужна эта Россия. Нам ничто не нужно. Нам нужно наше государство, наше чеченское возрождение на идеях нашего национального многовекового кодекса Нохчалла. Вот что нам нужно. Поэтому мы провели сегодняшний прямой эфир. Насчет вот этого Абдаллаха, который выкупает мечеть в Норвегии. У вас есть что-нибудь добавить, дорогие наши два спикера? Вам слово. Нет, Да, Его- я добавлю. Прошу прощения, секундочку. Кстати, этого Абдаллаха в этом видео Мансура Самашкинского, там его бьют по морде, потому что они борются за ислам на эти стороны. И там он показывает себя с очень такой трусливой стороны. Хотя в Норвегии он такой боевой исламский маджахед, который борется за исламские ценности. Пожалуйста, вам слово, говорите. Да, это самое. Я увидел этого Абдуллаха, да, этого, ну, мы его тогда называли Эйман Мол, да, ну, такой, ну, скользкий, да, там. И что хочу сказать, чувак кричал, чеченского шариата не бывает, есть только исламский. И что происходит, это то, что я говорил, вообще суть того, что я сюда пришел, это просто молодежь донести, просто хотя бы сказать, да, что нам надо прекратить междоусобицы и, как сказать, надо примирение прийти. И только через примирение у нас это самое будет все хорошо, да. Этот чувак, который кричал, этот Абдулла, да, сейчас, который стал проповедником, вот заметь, все вот эти чуваки, которые сидели на кормушках там где-то, и это самое, опять выбирать мечеть, как вот этот Герат сказал, я делал дуа, чтобы я вместе рядом с мечетью нашел место, да, это хорошее место, понимаешь, и там всегда можно что-то сделать, да, или же хотя бы крайний случай, там, если ты работник спецслужб, да, там, выявлять каждого второго, да, и тем более, если человек имам-проповедник здесь в Европе, чтобы он не контактировал с спецслужбами, чтобы он не выдавал, или, например, я вам расскажу историю, в Австрии был случай, когда одного парня закрыли, ему перевод делал проповедник, это самое, он был чеченцем, проповедник один он мне рассказывал, который был, оказывается, под защитой этой власти, который проповедовал, но они смотрели, кто там радикальный или нет, и потом приводили переводить их. Их же использовали как переводчиков. Ну, тот знал это самый немецкий язык, ну, австрийский, немецкий это одно и то же, да, фактически. Что хочу сказать, сейчас он приехал, сидит там, проповедует что-то там. Даже вот у него есть Facebook там, возможно, он просто сидит типа перед аудиторией, а на самом деле он, возможно, один сидит там, пропагандой занимается, да, там, промывка мозгов, да, там. Тогда мы, я помню, с ребятами смеялись над ним, да, там, Эйман Мол, да, там, когда ему ребята из Тархана набили морду, да. Кстати, вот Тархан, вот эти ребята, это были ребята за национальную идею, если что. И вот этот Мансур, вот этот, который кантовал, они чисто были там вот за национальную, за Ичкерию, вот за такую идею. И в 2022 году, когда я официально заявил, что больше не являюсь мусульманином и так далее, со мной начали выходить на связь ребята, мои друзья, которые в этом теме не шарили, что это такое, да, там. Ну, тоже наивные, да, вот-вот начинает ислам заниматься, да, там. До этого времени где-то там кайфовали, ходили, и тут они в Европе, как ни странно, все они становятся хорошими мусульманами, да. Они говорят,
у тебя джинны сидят, там есть хороший чувак в Норвегии, где ты находишься, и он тебе там руя прочитает, там джинна выгонит, он настолько хороший, если ты хочешь оспаривать ислам, давай вместе с ним там поговорим. Я говорю, с удовольствием, без проблем, я готов. Я говорю, ну кто это такой Абдулла, мне интересно. И они мне скидывают его. Я говорю, вы про этого, что ли? Этот Эйман Мол, я тем более был удивлен. Чувак, который был в Турции, перебрался в Норвегию. Возможно, он даже там и жил, и просто как по бизнесу, можно сказать, ездил в Турцию. Но я не знаю, я не буду от себя говорить, я только предположение говорю, да. Я говорю, я же этого чувака знаю, и скидываю, посмотрите, вот ваш Эйман Мол, я говорю, проповедник, да. И что хочу сказать, который кричал там, они хотят чеченского шариата, а чеченский шариат не бывает. Бывает исламский шариат, арабский, то есть, да, покорный только перед арабами, да, там, хадж пошел, платил, там, все в бабки арабам, да. Что самое интересное, он не захотел исламского шариата, но он захотел самую такую леваческую территорию, которая даже против Израиля выступает. В Норвегию туда поехал, где всякое ЛГБТ, где вот все просто доступно, да, вот и разврат, и все. Он захотел развратный ислам. Понимаете ли? Он чеченского шариата, он был против. Но зато вот такого шариата, да, вот за это он, да, топит, да, понимаете ли. Вот я говорю, эти люди вот чисто присевшие на бабки, им плевать, они искренние. Люди, которые действительно были бы искренние, клянусь, они давно подохли бы за свои идеи. Они просто толкают туда-сюда. И тут даже не связано именно вот, именно тут в плане там джамаатов, есть и те, которые сидят там в политике, они кого угодно отправят там на войну там, но не только своих детей. Потому что им наплевать, потому что вы всего лишь расходный материал, понимаете ли, вас можно использовать, да. И вот, пожалуйста, приехал, сейчас он хочет мечеть купить. Ёлки-палки, что такое, что мечеть купить? Дома делай хотя бы намаз. Вон у нас людей сколько, кому надо помочь. Там дети у кого-то больные, там задыхается, недавно видел, маленький ребенок, мне так стало плохо. Это самое, там просит там деньги собрать. Не на это не собирает там. Они и Африке будут собирать. Да я не против, чтобы людям помогали бедным. Будь ты Африка тоже. Но ёлки-палки, помоги своему. А это гнида, я тебе, Абдулла, тебе Алиши говорю, ты гнида собачья, ты понимаешь, которую отправляли вы на убой нашу молодежь, обманывая. Чё ты, скотина, не сдохла, а? За свой базар не сдох, за этот исламский шариат. Чё ты кафиром прибежал, а? Сейчас сидишь тут, дальше мозги промываешь. Потому что у вас нету ни совести, у вас нифига нету. Вы просто ничтожество. Вместо того, чтобы... Ну ладно, постройте мечеть, когда вы уже всем помогли, да, там. Мосана Одаиш уже цадуй, Мискшан Одия, хотя бы больницу построили бы там. Или, не знаю, вот, давайте, ребята, построим там, оборудование будем покупать там, то и все. Да хоть даже если вы хотите, как бы там вам тяжело не было, ну, от этого момента, от Москвы, да, прям Кадыров там, то и все. Ну, просто можешь посмотреть, сказать, вот мы покупаем здесь оборудование и так далее, там, отправляем сюда, назовите себя вот диаспорой, там, не джамаатом, да, там, просто хотя бы помочь там людям. Нет, вы это не сделаете. Вам просто нужна машина, где делают бабки. А мечеть – это очень хорошая машина. Александр, прошу прощения, я вас перебью, наверное. Но вы не забывайте, он работает на России, так что он не может туда отправить медицинское оборудование. Он отправляет только биомусор, чтобы чеченцы умирали где-то за идеи русского православного ахлюсунна джихада и ислама. Криксран, может быть, сейчас Ширлам хочет что-то добавить, а потом у меня к вам вопрос очень хороший, на который я вам дам развернуто ответить. Ширлам, у вас есть что добавить по поводу этого Абдуллаха Муллы? Нет, нету, я его не знаю. Все. Криксран. Смотрите, Криксран. Вот вы хотели, как-то вы говорили, что хотели уехать в Украину для того, чтобы там участвовать в чеченских батальонах. Просто расскажите ваш опыт, как вас принимали и как вас потом отфутболили. Просто представители так называемой Закаевской Ичкерии, его президиума, там, не знаю, правительство Закаева. Смотри, брат, я туда не поехал, и я даже скажу почему. Я расскажу. Через моих знакомых
Э, И это самое, смотрю, там война началась, то есть все, да. И подумал, ну ладно, хорошо, поеду. Интернациональный батальон, тем более, если я проживаю в Европе, там, да, там, и как бы буду, как бы, ну, на благо Европы, вот так думал поехать, да, там. Вот такие мнения были там. Это самое. И, короче говоря, что хочу сказать. Через моего знакомого мне говорят, там, там есть, проблем нету, там, да, можно поехать там. У нас есть там связи, то есть все там, ну, с Закаевым. Я говорю, ну, хорошо, тем более. На тот момент Закаев не стоял на Низам 2002, он был прямо вот такой, прямо демократ из демократов, как я знал. И я на тот момент уже не являюсь мусульманином, да, там, думаю, ну, нормально, тем более он демократ, ведь, понимаете ли, все ему такфиры делают, что он кафир и так далее. И связываюсь через его это самое, этого представителя, мне дают номер представителя и так далее, и, ну, как бы, меня спрашивают, у тебя что за гражданство, то есть все, и так далее, там. И, короче, ну, перебраться, как бы, уже планировал, да, там, туда. И внезапно у них там совет, они собираются в этом, в Швеции, круглый стол, который называется вот это шура, их джамаатский стол, да. И они, и Закая потом говорит, мы выбрали Низам 2002. Я думаю, елки-палки, я вообще был в шоке от этого человека, когда он это заявил. Все это время он выступал и против этих Доку, и против всех там. Когда Док объявил Имарат Кавказа, он это порицал, там все джаматы над ними там смеялись и так далее, там такфир ему выносили, там никто его не уважал. И вдруг он переметнулся. Я вообще-то в последнее время слышал от него такие риторики, иншаллах, иншаллах, уже, ну, несколько лет уже, да, там, до начала войны Украины, я думал, что это он тоже, что ли, решил примазаться через ислам кому-то, да, там, потому что большинство молодежи все подвержены к этому шариату, джихаду и все такое, но не точно, не за идею, там, демократии и так далее, да. И как бы я являюсь уже как бы не мусульманин, я уже как бы демократическим взглядом человек, да, там. И он объявляет это. Мы пришли к выводу, что у нас будет Низам 2002. И я такой в шоке, ничего себе. И потом это самое... до этого я был на связи с этим представителем. Я с ним, я ему отправляю запись, я говорю, слушай, я говорю, я бы хотел поговорить с Закаевым, я просто думал, мы и так уже известны, да, из-за этого джихада, из-за этого шариата, да, вот у меня вот такое, вот хотел сказать лично Закаеву, и этому представителю я говорю, это будет большая ошибка, если будут использовать вот эту шариатскую установку, я говорю, тем более, когда вот весь мир кричит, что на западный мир нападает, на цивилизованный и так далее, что Россия нападает, и плюс там призывали мусульман даже воевать против неверующих кафиров Запада, да, там. Я говорю, это вообще, говорю, неприемлемо. Я говорю, я бы хотел поговорить с Закаевым. Он послушал, хотя до этого он не отвечал. Он послушал и все, не ответил. Потом я вообще его номер не нахожу. И, походу, у меня заблокировал, переписка просто удаляется. Я не знаю, как это они делают через WhatsApp, но так получилось. Я это самое хотел хотя бы номер его найти, но не нашел. И в итоге думал, елки-палки, я говорю, опять, ну, что это такое? Я думаю, блин, думаешь, вот тут хотя бы вот нормальные ребята есть, думаешь, тут... И, короче, ну, и в итоге я познакомился вот с антитеррорами, с этими ребятами, да, вот там, они тоже против этого были, да, вот, этой конституции, все такое, да. Ну, что хочу сказать, мне что сказали, те, которые знали там, которые поехали тогда, они мне сказали, тебе не надо там не воевать, там, ничего делать, ты просто тренируешься, да, там, вот, тренировки, да, там, ничего не надо делать, там, вот, был, там, вот, чисто это самое, ну, просто кайфуешь, жрешь там, это, похлебку. И это мне стало странно. Я говорю, ну, как? Я говорю, ну, не знаю, я говорю, это, как это быть тогда, просто жрать и жить там, блин, ну, это как-то ненормально, да. И вот, если бы я на тот момент это сказал бы, все мне сказали бы, ты лжец, ты мудак, то есть все, там, кафир, мунафик, там, да. Сейчас Шерлам, после этого Шерлам приходит, то же самое, подтверждает, там, похлебку просто жрут, там, да, там, и типа, как это, ОБОН называется, да, это особое назначение, я не знаю, что за особое назначение это может быть, да. Ну, я опять же говорю, да, я против, чтобы наш народ воевал, я опять говорю, выкиньте к черту оружие, да, потому что за последние вот это 2 года, что вот было, да, вот,
эти ситуации, все эти стрессы, это напряжения, которые были. Я понял, нашему народу просто как бы тяжело, как бы ему не нравилось оружие, а нашему народу нравится оружие, я это как понял, от него надо избавиться. Просто избавиться и сказать, нет, выкинуть его просто к чертову матери. Никаких войн не участвуют, даже если тебя там просто, не знаю, там тюрьму посадить и так далее. Нам не надо на войну вообще участвовать, поверьте мне. Вот так, вот такое было, да, сказали, что не надо, да, там, и воевать не будешь, там, просто будешь там бапиш кушать, там, на стрельбище ходить, и все, нигде не будешь участвовать, вот и все, там, ну, фактически, одним словом, будешь ТикТок снимать, там, вот и все. Идея распространять русского джихада, русского исламского джихада, понятно. Да, зачем нам за кафиров воевать, да, понимаешь, вот такая идея была. Полностью дискредитирует чеченскую идею за борьбу за чеченскую независимость. Шерлам, у вас есть что добавить? Нет, у меня лауреат пока не Хорошо. Дорогие друзья, Криксрам, Шерлам, мы уже более почти 3 часов здесь в прямом эфире. Это будет тяжело нашим слушателям слушать, потому что долгие эфиры люди не любят слушать. Давайте на этом закончим. Если надо будет, еще проведем какие-нибудь спецэфиры. А для наших слушателей, которые сейчас находятся, мы напоминаем, прямой эфир будет продолжен на площадке Ламан Марзу. Там всем будут микрофоны включены, будет свободное обсуждение. Ссылка будет скинута в ленту нашего канала. Пожалуйста, переходите по ссылке. Там будут жаркие дебаты по поводу сегодняшней обсужденной темы. И мы знаем, что есть представители с Украины, с батальонов, которые написали нашим техническим модераторам, для того, чтобы им включили микрофоны. Пожалуйста, мы вас всех приглашаем на площадку Ламан Марзу. Там будут жаркие дебаты, обсуждения с этими русскими православными Ахмусуна, муджахидами, ахтышками, ухтышками и всеми вот этими русскими национал-патриотами, национал-предателями чеченской нации на исламской умме. Ссылка будет скинута сюда, в ленту, и, пожалуйста, переходите, обсуждайте там. Микрофоны всем будут включены. Никакой цензуры, без никакого табу. Мы говорим только правду и только правду. Эта площадка создана свободными людьми для свободного волеизъявления. Финансируется частично Госдепом США. Вещаем мы из Вашингтона, округ Колумбия, Соединенные Штаты Америки. На этом мы прощаемся с вами. Можно мне спросить кое-что? Извините. Да, последний вопрос. Да, вот я очень, много чего есть спросить, да, так как вы сказали 4 часа, я сам даже не заметил, что у нас так время прошло. Шерлам, у меня к вам вопрос, да, именно касательно Джамбетова. Я слышал, что вот этот Джамбетов как-то не устраивал Закаева, да, вот его риторики, его высказывания, там, его действия, как он себя ведет там вот чрезмерно. Сам этот Джамбетов тоже говорил, что ему не понравилось то, что они говорят, что там, что они занимались расколом, да, там, а он был на другом стороне, да. Я Джамбетова лично не знаю, там, единственное, на террор-канале там с ним поговорил, да, там, так короткий разговор был, да, и то там на эмоциях там друг друга перекрикивались, там, да, там, мне честно говоря, хотелось его услышать, да, но так как надо сказать как есть, да, его оскорбили, и он вышел из себя, это надо признать, да. Надо было внимательно слушать, каждая история – это хороший опыт, да. И у меня хотелось спросить у тебя, ты с ним был знаком или нет, с этим Джамбетовым, и правда, что некоторые говорят, что он ушел из-за того, что в чем-то этот Джамбетов мешал этому Закаеву, его окружение. Если это так, скажите, если это не так, то опровергните, не знаю, просто все, что вы знаете, вы там были, меня там не было, слава богу, и я туда не попал, хотя хотел туда попасть. Рикс, но Сун, я его не знал. Когда я уже туда прибыл, он уже все уехал в Чечню. Но слухи ходили, те бойцы, которые его знали, которые были уже там давно, что его как бы потихоньку вытеснили. Они сами были, удивлялись, что человек, с которым они провели столько времени, разговаривали на разные темы, что он так внезапно принял такое решение. И они говорили, что ему там угрожали, там то ли немножко, видимо, как-то морально как-то издевались над ним.
И, скорее всего, если он принял такое решение, то это исходило именно из Абона, короче. И Хайзаксун, да, вот что я слышал. А то, что они видели его как конкурента или там это самое, что им не нравилось, там некоторые вещи, я не знаю, что просто были моменты, что они видели его себе как конкурента и человека, который оспаривает с ними их там мнения, там спорил с ними и так далее. Ты про это ничего не знаешь? Просто я слышал про это. Хотел узнать от тебя, что ты слышал, что ты Ну, знаешь. по-моему, у них были, да, у них возникали там споры у него там, видимо, и с Закаевым, и с другими, видимо, у него какие-то разногласия были, и это чисто мое мнение, мне кажется, что может быть, что они как бы испугались его не славы, а интересы, которые проявляли, видимо, чеченцы к его видео, к его обращениям различным. Это по обсуждениям, когда я с ними разговаривал, с теми, которые его знали, вырисовывалась такая ситуация, картина, вернее. Asbodик do напрямую do сос, ela смотрю, ala böyle мод 5 вывати вот, она даже она вообще без Давайте, никаких Клинцваун, прошу прощения. Ламан Мазу, они запустили прямой эфир, всех приглашаем туда по ссылке, ссылка здесь в прямом эфире нашей ленте канала. Там давайте продолжим, потому что у нас была сегодня тематическая программа, мы переходим уже на другую тему, а там мы уже будем жестко, если надо будет, дебатировать друг с другом, без табу. Хорошо, Хорошо, только вопрос, кто создал этот канал? Да, Кто создал этот канал? Там чеченцы, свободные чеченцы тоже, пожалуйста. Я ЧДП даже не знаю, или кто кто? там это. Нет, ЧДП там нету в помине, там не ЧДП. Хорошо, тогда. Да, там без ЧДП. Дорогие друзья, приглашаем вас всех переходить по ссылке. По сегодняшней теме там будет жаркий дебат. На все другие вопросы тоже будем дебатировать. Все микрофоны будут включены. Там не будет никакой цензуры, никакого табу. Кто как что и хочет говорить. Если у него противоположная сторона, мы ему даем слово. Если он оппонирует, тоже даем слово. Пожалуйста, переходим по ссылке. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний прямой эфир. Благодарим всех за внимание, за то, что нас слушали. Огромное вам спасибо. Новчу Макар, Баяждыш Ирду, Новчу Кодихадар Боона, Озгасыш даже, что Ванюка и Бусалдин Тиардоль, Оцнаган Тиардоль, Пиат, Сах, вот Новчу Аш Болчерга, и Молниш Адебити, Царь Глацадуш, Царь Дюш, Тюдиш Глацадуш, Арбой Био Тюдиш. Озгасыш, и должен доли, Арбой Бусалдин, и Адебити, и Молниш Адебити, Озгасыш, ФСБ, Молдыш, и Шокарец, Аш Волновчу, Боона Дихадар, Хок, Мешча, Аш Гаргасыш, Болдыш, Молниш. Адей Терзеки Амат и Сенболча, Тиардоль, и Блогиш, Бусал, Газан, Мазоши, Ашбол, и Бусалдин, Дажушбол, Иш Адбити. Авим Шейсину Аш Дуамиш Мерша, Шей Поргатоли, Шей Пейдадош, Войновчик Оман, Пейдадош, Хлашу, Бону, Цутя, Дерздовый Арканал, Баркалок, Войшина, Остана, Куча, Бистлчана, Бода, Дизана, Собор Хылырна, Хохча, Ладуган Чаргату, Баркалду, Дел Рейс Холишу, Кучу Деркан, Ладуш, Собрихал, Микрофон, Шулет, Яца, Дикладя, Эше, Шуна, Масана, Юват, Ака, Баркал, Вайладуган Чар, Док, Машалду, Адикюаль, Маршваль, Дел Нисо, Дяцано, Войновчихам, Мерша дош тулам цани, вей мерша дош волши дизе, диш лара лош цадага, хадака ишел шмеш дахтыл вайхам, адикюаль марш аршу шедиш.